Это давно, санкции еще, причем на иранцев санкции висят страшные уже 40 лет. Они давно могли бы это сделать, но ёптиги, там какие-то помехи им делают. Суман 100% типа Путина разозлим, или американцы не дают, говорят, что им объект, либо что-то другое. Фау-2 это жидкостная ракета Фау-2, там стартовая подготовка, у нас слишком долго время занимается, непрактично. Вполне себе твердотопливные, спокойно до Москвы, до Урала долетать, ракет. Я говорю, чан, украинцы, без проблем. Если иранцы это сделают, то почему украинцы это не могут? Конечно, могут. Что-то другое, там, какое-то политическое давление. Ну, если так, то вообще пал будет. Они, может, преодолевают это в любом случае. Может, даже это экономическая причина. Вот, создать ракету, допустим, она 3 миллиона будет стоить в украинских реалиях, потерянных дешевле, иранских, потому что рабочая сила дешевле. Допустим, 3 миллиона. Так, 100 ракет уже 300 миллионов. Ну, это не экономично, а может лучше сделать тогда 3 миллиона, не знаю, 100 дронов или 30 дронов, да, это больше эффект может быть. И что либо экономика, но скорее всего им помехи делают. Договора и умши соблюдать его. Даже сейчас американцы 3350 бомб выделите на это 450 километров якобы, которые летят. Вот внезапно сейчас они, вот ничего, Трамп не давал, внезапно в течение, говорит, 6 недель все доставим. Да. И это как раз, когда украинцы сказали, показали вот эту ракету «Фламинго», показали это и начали по НПЗ бить. То есть Кстати, явно, короче, сейчас американцы дадут 3000 ракет, а зачем тратить деньги на производство своих? То есть нашей производства украинцев либо понизить тирду, либо совсем как бы на полку положить тирду и начнут американскими кидать. А американцы будут говорить, тиги матуахи, эц матуахи, это похоже на такую попытку по управлению. То есть не дать собственное домашнее производство увеличить, тогда нельзя будет на них это влиять. Лучше мы им дадим и будем говорить, что туда нельзя, сюда нельзя. И санца хитрый ум сон и хитрый, да, очевидно. этот, ты помнишь, вот эта война между Индией и Пакистаном была? Меня что удивило, то, что Рафаль и Мираж это действительно крутые самолеты. Кстати, Джохар Дудаев, когда был, по-моему, во Франции, он управлял Миражем, ему очень понравился. Короче, меня что удивило, когда была война между ними, меня удивило сбитое количество Рафалей. Их было 8 штук сбито, кажется. Что это был настолько большой позор, что французы сделали все, чтобы об этом не распространяли эту информацию, так как это могло сбить продажи этого самолета. Но вот что меня удивило, ну что я вот не понял, с чем их сбили? Либо это были китайские ракеты, либо их сбили американскими ракетами. Потому что если их сбили китайскими ракетами, то для всей западной цивилизации это очень плохой знак. Ты вот что думаешь по этому поводу? Ситуация, она не связана с качеством самолетов, просто пакистанские воздушные силы США, они тренированы англичанами, частично американцами. То есть они правильно выстроили вот эту... Воюют же люди, а не техника. То есть царь Игум Динацар. По-моему, Рафаэль, я не знаю, что он 2-3 штуки сбит на бошли, но 8 сбит. Вообще каждый дует. Что сделали индусы, что сделали пакистанцы, хаджиес хатиби, короче. Пакистанцы поступили по современнейшей доктрине, короче, они на самолетах отключили все радары, подняли вот этот авакцию и поддержки, что и сдали, и он им наводил, короче. То есть они как привидения были. Что сделали вот эти индусы? Они понадеялись на встроенные радары самолетов, вот сейчас радар мой, дорогой самолет, короче, и они с включенными радарами, как рождественская елка, решили, типа, мы их более крутыми самолетами задавим. И, естественно, их подловили. То есть он все получает от своего этого висящего авакса, получает, где ты находишься. Короче. Поэтому Венециар. Просто чисто
тактическая ошибка ведения воздушной войны. Причем безграмотность. Индусы показали себя просто как эти, не знаю, как лихие ковбои. Радаш, эти, сейчас у меня тут Рафаль, он, допустим, там радар, который на 300 километров или на 250 бьет, короче. Я, конечно, засеку этот F-16, он хороший ЭПР, он вообще, и выпущу по нему ракету, и догадьям, короче. А эти пакистанские летчики, они, оказывается, очень хорошо натренированы, наученные, короче. Они никакие радары не включают, а держатся на низкой высоте, кривизна земли, шалочца, гейна, короче. И от своего этого через линк получает армичаду, вот этот самый хамский радар латин, что Рафаэль Мичаду, он туда пускает ракету, она уже хамакечни, у нее какой-то есть вот этот point of no escape, то есть точка, с которой самолет у тебя уже может не убежать. Точка невозврата. Да, не возврата, а не убегание, скажем так. На 30 километров, а у них и Амрам 120. Все, ты от него не убежишь. Если на 40 километров ты узнаешь, что ты можешь повернуть, дать по газам, форсажной камерой, из короче, на сверхзвуковой скорости уйти. Ракета просто топливо исчезнет, и по инерции он реакции. И point no escape, все, там Рафаль, там или не Рафаль, разницы нету. Короче. То есть чисто тактически проиграть нацар. Индусы оказались дурнейшими тактиками ведения воздушной войны, и у них и опыта этого нету вообще. В Подожди, отличие от... Авакс, он где был? То есть он где летал, что он мог спокойно наводить без Надо опасений? смотреть. Я смотреть, АВАКС обычно может почти что на всю длину этого радиогоризонта, то есть 450 километров, 400 километров может светить, и он находится вне досягаемости врага. Короче. И он этим истребителям полностью обстановку передает, короче. Эти ишбун, эти хавок, шарун, эти низко летит, высоко летит, ему наплевать, он точно все наводит. Точно так же украинцы сбили вот этот Су-35, который бомбу хотел кинуть в Харьковской области, 50 километров от границы, его подловил F-16 именно таким способом. Вот этот шведский АВАКС, который украинцы сейчас получили, 2 штуки, он ему радар, да, и тот ему сказал, что он, давай, ракета сбил его. Сейчас Гаска вообще очень боятся подлетать к украинской границе. Чего осторожничать, вообще знаешь, что вот с ними вот так же поступят. Это Вот чисто это, индийская дурость, короче. Они как, не знаю, кино насмотрелись, наверное, Болливуда и решили, что сейчас на Рафалях поломают это, пакистанских летчиков. вот этот шведский, который самолет ты говорил, я его видел, блин, он очень красивый. Вот прям вот стильный, вот этот Авакс, именно шведский. И американский, например, вот мне не нравится их дизайн. Раз, я вообще молчу, но вот этот шведский очень такой он стиляга. Да-да, он, кстати, у Израиля тоже перешли на это. И этот Авакс, он старый, он там блюдце и гдюча, сверху такое гигантское блюдце. Да, Да, на по-моему, у Боинге. него нос оранжевый бывает и черный. Я их видел на Fly Radar. Черный или оранжевый у него нос. Он еще раньше он летал над Крымом часто. Да, но это старый. Современная система вот этого, она и вот что плоский радар, типа Геон, да, на шведском она есть, на этих есть, короче. Это просто более совершенный радар. А блюдце должно было, чтобы радар крутился. То есть на 360 градусов ешь, и он должен его крутить, короче. А вот когда современная вот эта фазовая решетка тяга, короче, то есть ты можешь просто менять, короче, углы вот этого, и тебе не нужно крутить его. То есть радар электронным способом может как бы крутить вот эти на разные направления, бить лучи. Необходимость ярцена, короче. Из-за этого он довольно вот, ну, 4-5 поколения радаров, скажем так. Очень мощный, кстати. На 450 километров вот эта штука видит почти все. Раскоши на территорию Украины больше они, это самоубийство для них будет. Больше они залетать не будут, 100%. Но смотри, ему надо быть в воздухе, чтобы увидеть, что Раска приближаются. Вот как он же не работает с земли, да? Ему надо подняться в воздух. Да, да, что он делает, чтобы менять друг друга. Один Но садится, ему, другой. значит, ему тоже нельзя приближаться, например, там, Донецкой области или Не-не. Херсонскую.
Чуть тоже, наверное, километров, наверное, 150-200, и тоже опасно. Дальше это большая мишень. Если на него кинут ракету, то поинтов, но escape там, не знаю, вообще проблема будет убежать. Но у него он такой беззащитный модель. Там на него он же набит всякой электроникой, там, рэбами, ловушками, излучающие там, буи какие-то, которые он будет отбрасывать. То есть, это раскачан украинец, и авакс был характер, я 50, короче. Он почти видел, он только тепловые ловушки откидывал, когда к нему летела эта ракета. Она же по радару наводится, тепловые ловушки там ему по барабану. Но все равно качестве превентивной меры и тепловой ловушки, и станиолевые ленчи, которые хорошее отражение дают. Но сам ничего не помогло. А тут, не знаю, 4-5 поколения дует, и там у него всяких этих сюрпризов, и общего ракет, SVST. Там очень много разных будет, 100%. Без модуи, не хочешь его потерять. Но В том дело, он и защищен пассивными средствами, скажем. я вот это видео я не видел А-50, который его сбили. Я видел, когда дрон уничтожил вот этот дрон, который $1000 стоит, уничтожил А-150. И он ему прямо на вот эту тарелку сел и там подорвался. Вот это я видел. И смотри, и вопрос такой, ты раз разбираешься в рэбах, ну, вообще физике, все равно физика — это рэп. Объясни, почему русские, российские рэбы, вот эта радиоэлектронная борьба, она самая сильная в мире. Вот это факт, потому что даже американские генералы, я слышал интервью, когда вот говорят там, что раски такие, там орки, обезьяны воевать не умеют. На самом деле багдадцы, они умеют учиться. Эта история показала, что они отлично учатся. Вот в чем их сила именно в рэпе? Почему они впереди планеты вот, всей вот именно в рэпе? Ну, впереди планеты все, я бы не сказал бы, но Ахмабагар, радиоэлектроника, вот это радиодело в Советском Союзе, о, развитый, да? На это выделялись большие ресурсы, тут делается инженерные кадры, что ушли. И да, это действительно они в рэбах, короче, скажем так, ничуть не уступает Западу, многих даже превосходит. Она, да, тебя? Ну, Барбадыч, царь и Ешел, и любой эти рэбы, он из западных компонентов состоит. То есть это не что-то их домашнее изготовление. То есть их теперь голзал заключается в том, что они покупают там через какие-то фирмы прокладки вот эти новейшую западную электронику или через Китай. И строят на это что-то. Но сейчас ешь моя царь элементный баз. Что-то Да, но сейчас. это не отменяет их все Сейчас равно, как бы. тоже, кстати, на голландских этих фирмах, которые у голландцев было совместное предприятие по микросхемщине, что там 90 нанометров, 45 нанометров, что-то на этих нодах ешь. Инчайн, на царь голландч, я кабин, конечно. Но царь ешек все равно это сборка. Это не то, что они сами элементную базу делают давно уже сами. Кстати, у них также со спутниками проблемы. Царь спутник Шиашен, только американцы умеют или японцы умеют делать электронику, способную противостоять космической радиации. А спутник Халиахача, там атмосфера тебя не защищает, и тебя все время бьет вот это частицы, космические частицы, радиации. Видите, и электроника от этого помирает. Обычно вот эта наша потребительская электроника, там халмаях, она там проживет полгода, может, год проживет. И то не факт. Специальные есть. И только американцы умеют электронику, которая, не знаю, 15 лет, 10 лет, 15 лет гарантированно работает. Вон Voyager сколько летят, но они все еще продолжают работать. Правда, тяга. Она более такая дубовая, скажем. А Раска, у Сам. них вот эти спутники подохли. У них это с ГЛОНАССом некоторые проблемы. Что они с ГЛОНАСС спускают, он дохнет. Потому что американцы после вот этой войны украинские, вторжение Махельни, они закрыли доступ к этим технологиям. Раскошен. То есть не дают им больше схемы на спутник электронных счетов. Помнишь, в начале войны вот украинцы успешно использовали ракеты Атакамс?
Но до чего я удивился, когда я узнал, что они перестали их активно использовать, потому что русские научились их радио, вот этими рэбами сбивать, короче, ну, их координаты, да, чтобы они не били по определенной точке, в которую они летят. GPS, GPS они просто научились обманывать и глушить GPS, глушить. Но и Excalibur, да, и я тоже поначалу очень хорошо попадал, потом ласки научились Ахмабар и своими рэп его отвлекать, и они получают. Но положение опять поменялось в обратную. Дальше вот это второе поколение вот этих чувак, а они, он мелочь глушит, что они выцарапывают этот куча помех, вот этот GPS-сигнал военный, и все равно этот наводится. То есть Intel, бомбишь и хаммеришь, все равно этих веток, то есть не помогает расхищим уже второго поколения, вот это самое GPS-ник уже им не помогает противодействовать. Он видео шаржок, он царит в Курской области, и всякие метик царит, французский хаммер щует. Потому что они апгрейдили Скальп свой этот Юция, наверное. Скальп Юция, наверное. не скажешь, Французские ракеты. Хаммер or Сабом 250 килограмм. Она ее обычно кидает по командным пунктам. И те же Хаймерсы сейчас тоже опять работают. То есть американцы непрерывно constantly upgrade. Делают те GPS уже РАСК не гасится. И у РАСКа большая проблема сейчас именно в последние несколько месяцев. И даже те же дроны, которые вот, или вот Фламинго, ракеты, вот эти, да, тоже вот это самое, она 100 тысяч, говорят, стоит, дорогая вот это это, рэбная GPS, скажем так, модуль вот этот. Есть, но он уже есть, и его применяют вовсю. То есть это не останавливается так сразу. Раз по-любому в этой гонке догоняющие. И плюс еще добавь, что искусственный интеллект, сам гуш, то есть никакой, тут тебе вообще никакой GPS нафиг не нужен. И просто камера, гуш, искусственный интеллект, только в видео, фотографии выбирать, наводить, цедишь. Кстати, есть еще так называемый квантовый GPS. Позднем. Но, Активно расскажи. в Америке над этим работают. То есть там уже не этот, скажем, не спутниковые сигналы, а вот состояние мы пробираемся через электромагнитную, скажем так, поле, пробираемся вокруг Солнца и ищем. И, естественно, напряженность этого электромагнитного поля в результате там разных факторов, рельефа, там, то все, она будет разной. Если ты сумеешь такой чувствительный приемник создать, короче, то ты для него будет разница, короче, состояние, состояние. То есть я тут уже обнадеживающий результат, что он, японцы, американцы, все над этим продвинутые ребята в лабах над этим корячатся сейчас. Одно Но время они там же, хотели... Тесла, но там же, чтобы вот эту отправить, куда ты отправляешь, ты же должен замер сделать, чтобы она именно туда прилетела. То есть тебе же надо быть именно там, вот именно ту точку, Да, которую ты ага. отправляешь. Тягаю состояние хаишу. Да, Но это проблема большая. да. Но почему со спутника, короче, можно замерить, что-то там есть у них. Кстати, есть еще вариант был квазар Шорстах, нейтронные звезды, штука, которая якобы излучает на определенной частотой, определенной скоростью, идеально, то есть промежутки часы можешь сверять по ним, и излучение, это в сторону Земли. Вот можно квазарами их излучения засекать, к тебе пришел импульс, ты знаешь, что так, что он в это время с такого-то этого азимута на Землю приходит в такое-то время, через такое-то, можешь на нем ориентироваться, можешь выстраивать где ты находишься. Даже такая идея была, ее пытались воплотить. Но это вообще можно с ума сойти, это даже я не могу себе даже представить, что по квазару можно было это вымерить. Я не знаю, какой мозг должен написать программу, это чтобы все это рассчитать. Тут и так-то трудно понять, как это работает, а чтобы по квазару. Вообще Бурак, там траектории, часы. вычислите варианты.
У Бурака встроенный GPS есть, это Аллах. То есть ему это не нужно. Так, на это технически. В чем проблема Квазара вычислить его? По звездам моряки еще в древности ходили. В чем там проблема? Ну и что, Это да. Тебе нужна будет правильная антенна, и фазу, и азимут сигнала, приходящего узнать должен ты будешь. И с какого различать их. Ты следишь за вот этими учениями на Новой Земле, они буревестник там пытаются запустить. Там в Медицате был взрыв, по-моему, 2 дня назад. Ты следишь за буревестником вот этой ракетой? За пару дней назад новость Герасун. Путин был в ярости, что буревестник опять взорвался. Когда-то я пару лет назад слышал, что Путин пытается создать вот эту крылатую ракету с ядерным двигателем, и все время этот буревестник взрывается. Так с тех пор ты Там, по-моему, там 8 ученых, когда с платформы они запускали, там 8 ученых откинулось на тот свет, потому что когда она взлетела, все, она начала крутиться, и вот это топливо, дал ты ему до этого, они, короче, все, наглотались, короче, вот этого топлива, и все там отъехали. Я думаю, там Халиф на Бураке пролетал и это саботировал буревестник. Халиф, он буревестник пролетает в Пешгири. عايزة واتر خاطئك شو احتمال تعوش شو гирсон ученешь караван гирсон По поводу этого буревестника, и я сумасшедшая идея, потому что открытым контуром яшмы, то есть они просто берут вот этот, нагревают вот уран, стержень нагревают, тепло выделяется, и забортный воздух дует, а чудо что, и и выстреливает его как это, реактивное движение. Да, и так можно летать, конечно. Чего так не летать? Проблема в том, что материал, щи, ее тебя. Почему он взрывается, я не знаю, вроде бы тупая эта идея довольно. Тесла, а если, например, вот эту ракету как типа, знаешь, как на Руслане, помнишь, там вот этот Буран поднимали в советское время, если ее поднять и в космос запустить, она же в космосе, по идее, она может летать там? Не, буревестник это у Олсона забортный воздух дуй и использовать двигателю. То есть в качестве рабочего тела, да, вот. Чтобы отбросить тебе массу, он забирает из этого холодный воздух атмосферы, скажем так, воздухозаборный количество, как у реактивного самолета, и вот этот через какой-то контур пропустить и тепло выделять еще стержень, там, допустим, урановый. И тепло резко расширится, через сопло аркусов, и получишь импульс, который тебя вперед. На этом принципе и буревестник. И там, мне кажется, у них проблема вот это перехода, как у американцев и гипер-ХВД, ракете штука, что теория глобального удара сразу же с гиперзвуковой ракеты ЦА-2, удачные, но они трудились 25-30 лет и Ирак примерно то же самое у них. Вот и переход. Видишь, сначала ракетные бустеры, разогнать и американские, чтобы на определенной скорости, там, километр в секунду, 1,5 километра, уже достаточно воздуха поступает в твой воздухозаборник, чтобы ты мог его компрессорный вот эту гиперскорость получить уже за счет этого. И здесь та же проблема. Буревестники для начала бустер есть, чтобы вот эту скорость набрать достаточную, чтобы поступающий воздух у тебя рабочим мог служить, то есть тихо поступал. Как я рассказывал про этот Бусар-джет в космосе, ты должен достичь определенной скорости, чтобы межзвездный газ было достаточно, чтобы ты мог его синтезировать, как топливо использовал. Куда проблема? Переходит. Если возникает проблема в атмосфере за концентрацией этого СО2, может там проблема у них?
Там же тоже Нет, воздух не такой. проблема вот этого именно перехода. Допустим, бустеры та проблема для русских, для любых ученых современных прилепить бустер и, допустим, разогнать его до километра в секунду, до 500 метров в секунду. В этот момент воздухозаборник, допустим, и ты подготовил свой реактор, то есть стержень глубже засунуть в это, чтобы вызвать этот массивный тепловой реакцию, отбор тепла, чтобы увеличить. Потом какой-то теплоноситель, духа, и натрий, духа, и тяжелая вода, духа, еще угодно. Я не знаю, что у них там. Вот этого. Кипящая, расширившаяся масса теплоносителя понеслась к тебе, короче, в реакцию. Ты должен вот это тепло от этого теплоносителя передать вот этому воздуху, который ты сейчас забираешь на скорости километров в секунду через водоохладник, там пролетают, короче, десятки кубометров в секунду. Короче. Все. И ты должен вот этот самый тепло использовать, чтобы нагреть этот воздух в какой-то камере. Эта камера должна выдерживать там мощнейшие эти температуры, то есть материаловедение. То есть ты думаешь, проблема в металле, в самом корпусе ракеты, думаешь, проблема? То, что там не в корпусе, а и теплообменники, где происходит. Да, металл. Где еще ты? Самый теплостойкий нагрузкам подвергаться тебе шумой, в бустерях проблемы, бустеры это не проблема, ты можешь в современной инженерии это для нее расплюнуть. А вот температуру, не знаю, 2000 или 1500 градусов, не знаю, 2500 градусов, тебе нужна большая температура, чтобы реактивную силу создать. И воздух нагреть. Вот, и может быть, они не могут правильно провести расчеты, в каких количествах, в каких параметрах должна быть поступление вот такого водорода, там, частиц атомов. И, может, в этом у них проблема, никак не могут рассчитать правильный состав. На компьютере делают, наверное, на суперкомпьютере делают, но реальность и расчет всегда это разница. Вот конечно, симуляции. Компьютер делает то, что ему там вложили, да, и, соответственно, свои симуляции проводит. И моделью опять. Очень хорошие современные симуляции, очень хорошие. Россия целых царги йогода ходится. Ну, и теплообменник может быть, давление. У тебя челлендж, главный вызов в твоем этом инженер, например, буревестник. Твой челлендж взять тепло вот этого от стержня и быстро отдать его втекающими на скорости, не знаю, 500 метров в секунду воздуху в этой камере. Быстро передать ему. И причем, передать, у тебя должен быть какой-то механизм. В момент нагрева ты должен как-то перекрывать или снижать этот поток, чтобы и тепло успелось в ушах. Короче, вот этому воздуху отдать тепло ты должен. И главное. И у тебя появляется вот такое искушение. Так, давай чем быстрее я нагреваю, чем быстрее я нагреваю воздух, то есть чем выше температура у меня, чем быстрее я нагрею этот воздух, тем лучше у меня будет реактивный эффект, я быстрее приближусь к решению задачи. У нас нагреть мелдо, материал выдерживать Короче, проблема термодинамики. Проблема материаловедения, да, термическая стресс выдерживать. И проблема, вот это же проблема, и поэтому моя тема, ядерный, этот двигатель на ядерном синтезе, вот всего лишь вот за этого не могут никак под контроль все это процессы взять внутри этого двигателя. Я думаю, Бурак был... Тесла, если они в этом ключе дальше пробьются, вот в этой проблеме решат, как ты думаешь, также получается недалеко от того же самого двигателя, создания этого двигателя? Царь ящик там одной реакции, то есть, потому что они вот этот прямо выбрасывают вот этот радиоактивный воздух, которым ты обменялся с этим реактором. Они его прямо выбрасывают наружу. То есть это страшно. Я имею в виду в космосе. Я имею в виду в космосе летать. Тесла, подожди, получается, что вот это продукты, они же будут загрязняют воздух. Да. Не, в космосе летать, чтобы летать. Почему американцы прекратили вот это не нервы, ракетные программы, ядерные ракеты. Они же в 60-х годах все это закрыли, именно когда
подписали соглашение о запрете использования ядерной воздушной среды, бла-бла, а Путин просто и нарушает преимущество получить, короче. Потому что ты можешь похерить все экологические нормы, международные договора и сделать ракету, которая загрязняет страшно воздух, летая, короче. Дело Орион, Орион вообще там бомбочки взрываешь сзади своего корабля, он тебя толкает и летишь, короче. Вот он просто не может это делать, но что вот такое, это кажется, что это можно сделать, потому что это как бы рукой подать до него, но не так это и это отдать или там Там это плита все. должна быть огромная, чтобы такое А как сделать. эту проблему решить в космосе? Там же вакуум, как с теплообменником, как все эти процессы. Ты не Да, можешь. да. Это атмосферный двигатель, ты не можешь его в космосе использовать. Вот опять мы далеки от этого двигателя на ядерном Тесла, центре. это двигатель, простая труба, импульсная, по-моему, называется, на жидком топливе, на газовом работает. Примерно из принципа ее отсюда. Ты имеешь в виду вот этот FAU-1 Ютя, там название Йопсона, где ты решеткой закрываешь. Ой, ФАУ-11, а? FAU-1 очень У простой него двигатель. одно сопло большое, другое маленькое, как бы они повернуты как бы в ту сторону, и импульс начинает вот этот, там, горелки еще, воздух, бохабеша, примерно из ситуации. Просто на газу и на жидком топливе. Даже эти, у них есть советские ракеты были, как уехали за... Да, не Исламов, да. FAU-1 это простейшая вещь. Там, решеткой закрывается с одной стороны, впрыскивается топливо, закрывается решетка, взрыв происходит, толкает ракету, решетка открывается, снова впрыскивается, заслонка, вернее, открывается, снова впрыскивается смесь, короче, заслонка закрывается, взрыв происходит, заслонка открывается, и, короче, запускает А Ну, я- ничего, авиацион, Тесла, там за счет взрыва запирается вот этот воздух. Я с одной стороны за счет взрыва запирается, в другую трубу вылетает. И что ситуация у тебя. Это тоже, да, интересное решение. Кузях просто за атмосферный воздух, да и чуди андол через воздуховодный. Ты просто его какую-то тепловой и езак, он обменник, весь секрет этого двигателя будет в этом теплообменнику и в камере этого загорания. То есть материалы этого теплообменника и софтверно, если программно, если мы подумаем, то режим, видите, найти оптимальный режим между нагревом и вот этим, исходящие эти твои газы, и режим лахи шуха, который безопасен. То есть материал выдержит достаточно долго, пока эта ракета летит. То есть, а она крылатая ракета, она там летит очень долго. То есть он долго выдерживать. Даже материал есть, и такой режим есть, чтобы у него достаточно скорость была. Если, потому что она слишком медленно летит, она будет просто большая мишень. Ее там, не знаю, Апач догонит и собьет. А если к этому, ну опять же, в космосе, то если к этому подключить, этому процессу подключить ионный двигатель, он же процесс ионизированный газ шмаетига использовать. Нельзя вот так как-то его. То есть он топливо есть в космосе. То есть ты должен забрать с собой вот этот кислород в И виде жиженного бака. да. Да, жижный бак. И, естественно, тебе нужно окислитель, то есть какой-то там, я не знаю, керосин или водород или чего-то там. В космосе у тебя ситуация такая, что тебе придется воздух забирать с собой. Поэтому самолет очень, КПД у него эффективный, он долго летает. Из-за того, что он надо воздух использует для своей работы. А ракете надо с собой таскать вот это все, кислород, его, скажем так, его воздух. Но в космосе есть и другие способы, более экономичные, чем таскать с собой кислород. Парус и солнечный. Короче, вот эта наука уперлась в этот двигатель внутреннего сгорания, все, дальше там уже как в стену. Надо что-то новое придумывать, какой-то новый метод. Не, ион, что метод, все, двигатель, термоядерный двигатель в космосе создать нам
много легче, чем на Земле вот эту станцию термоядерную. Ядерный двигатель тоже создать не такая уже. Опять же, мы охлаждение, мои язык придуман. Опять же, у нас всего лишь знание, это огромный какой-то, получается, какой-то объект в космосе. Из-за этого охлаждения опять. Абсолютно справа. Ядерные ракеты в космосе, они, самая основная проблема их, куда отводить тепло. Воздуха нету, воды нету, как подводным лодкам. Там, они всего лишь сбросили его, надо охладить на радиаторы, пошли дальше. А в космосе вакуум, куда ты сбросишь тепло? То есть, куда ты сбросишь тепло в вакууме? Вопрос тебе. Куда в вакууме бросать что-либо? Можно. Вакуум А есть в вакуум. вакууме, в космосе минусовая температура, а там же и так холодно будет, не? Нет, это не там нет такое. температуры. Там нету температуры, он клеит, просто там ничего нету, как бы вакуум, из-за этого дует. А вакуум же не передает, да, не спорю. Что такое температура? Это движение молекул или атомов. А если ничего нету, ни атомов, ни молекул, то какая там температура? То есть это сам вопрос бессмысленный. В космосе, то есть можно, оказывается, избавляться от тепла, оно избавляет через излучение. У меня скоростной ток, например, металлу. В этот момент он на инфракрасных волнах во все стороны допущено тепло. С помощью радиации, опять же, ты имеешь в виду? Да, излучение, да, электромагнитное излучение, вот это на этих на низких частотах инфракрасных, это есть сброс тепла. Просто на температурах, например, 100 градусов, 200 градусов, он происходит очень медленно. А кэш был ей буй, например, воздух, то есть воздух забирает с него тепло в основном, а на излучение там процент может быть, 0,5% может быть. Но он тоже фонит, тепловизор, он гурмон, что ей красный, он во все стороны излучает это тепло. То же самое в космосе. Но когда ты доходишь до температуры выше 500 градусов, вот тут ситуация полностью меняется. Уже излучение больше тепла. Через излучение уходит, чем могло бы через физический контакт там, с воздухом, там, с водой, с любым теплоносителем. То есть у тебя в космосе ядерный корабль, тебе надо будет радиаторы, которые выдерживают большую температуру, и вот и постоянно фонят и отводят твое тепло. То есть высокотемпературный радиатор, низкотемпературный охлаждается. А если решить проблему магнитного поля, то есть динамо-дек, защищенный магнитным полем, вот вокруг корабля или внутри корабля создать вот такое поле магнитное, которое будет все это сдерживать, мухи, утопия. Экзотика, слабый был магнитное поле. Да? Магнитное поле Земли ты имеешь в виду, да? Ну да, в принципе, я имею в виду вот такое магнитное поле. И гумчо исследование, да, из-за того, что 100 лет назад нашу физику свели с ума, мы вообще в то направление не ковыряем. Поэтому это там непочатый край работы, короче, эфирной физика. Все, мы закончили. На Питере, естественно. Тесла взять то, что вы говорили, искусственный свет, там, ну, допустим, летят искусственным светом. Инопланетян, да, Сахазари меня выкинула Тесла. тебя выкинуло. Зачем им светить на дорогу себе светом? Что они в ночном городе едут? Вот это действительно хороший вопрос. Почему они светят? Значит, они хотят понять. Они должны, космический корабль, который летит в космосе, он должен, наоборот, экономить энергию. Зачем светить? Какой смысл в этом практически? Ну, как грузовику, короче. Зачем ему фары? Чтобы на тебя не столкнулись с тобой. Может, они хотят дать нам понять, что они летят. То есть специально. Тесла, почему ты сказал, что они пролетели мимо Марса?
Зачем они могли лететь мимо Марса? Вот рядом Земля была. Почему они пролетели короче, радиусе Марса, чтобы посмотреть на него, вот этот объект? Между Марсом Финт хохе шварц Тесла, не слышно. по расчетам у них была самая оптимальная траектория, чтобы взглянуть на Землю, пролетая. Михаил Знаков. Между Марсом и Землей. Марс тоже потенциально, видимо, считается этим кандидатом, видимо, считался. Ну, Марс Как-то и атмосфера ешь планете, есть там, конечно. You know, Может, когда-то там типа жизнь была, может быть. Возможно, возможно. не Не исключаю. про жизнь на Марсе не особо я фанат. Но на Землю хорошо глянуть на Царь. Сейчас я гляну эту траекторию, по-моему, она была очень оптимальная, чтобы на Землю идти. Эффект Дженибекова, знаешь? Да, слышал про гайку. Сможет, ну, тупой вопрос, но может, например, с Землей случиться то же самое, что случилось с гайкой в эффекте Дженибекова? Ну, я не знаю. Это Я блядь, знаю. еще тебя, что ли? Не может Тесла. А ну, ладно. Почему? Потому что эффект Дженебекова может случиться только с объектом, который не имеет ничего колебающего на себе, то есть solid object olsun, Tesla saat yahido самый очень объект. И сунхурш эффект Дженебекова в невесомости. А вот на Земле есть очень много воды. Но в теории, грубо говоря, представь, что воды не было бы, вот в теории, то есть, да, если бы там, грубо говоря, идеальная форма, то могло бы случиться? Возможно, потому что он случается в невесомости на тех планетах, на которых нету, допустим, воды, которые вот тоже в Солнечной системе. Этот эффект Дженебекова может случиться, потому что это solid object universe. Тесла, ты слышал что-нибудь про то, что магнитное поле Земли, оно смещается в другой, ну, то есть вот эти полюса смещаются, что, по-моему, каждый год по 40, по 50 километров. Да, слышал. Насколько это опасно? Не знаю. Ну, мы знаем точно, что под Антарктидой есть вот эти леса древние, которые там замерзли. То есть когда-то Антарктида находилась в зоне умеренного субтропического климата. То есть какие-то движения с нашей планетой происходят явно. Я не сторонник вот этой теории тектонических плит. Судел, я не могу ничего по этому поводу сказать. Тесла, бясно было. А вот Ответ, расскажи я про это. сторонник- Какой ты сторонник чего ты? Мне вот интересно, альтернатива вот этой теории. Я сторонник растущей Земли. То есть каждое небесное тело потихоньку растет и увеличивается в диаметре. То есть планета рано или поздно становится звездой. Потом взрывается, потом опять начинается то же самое. И вот такой цикл. То есть наша Земля когда-то была меньше диаметром, то есть, и, естественно, у него меньше было притяжения, и от этого были большие животные, которые могли, их костная структура могла выдерживать такие многотонные туши, потому что просто они весили меньше. Концентрация кислорода Потом, еще тут придачу. да, и потом потихоньку Земля растет, естественно, животное уменьшается в своем объеме, чисто технически по-другому. Вымирание динозавров ты связываешь вот с этим, да? Совсем? Скорее всего, да, эти крупные ящеры. У теории растущей Земли полно всяких доказательств, научных данных, этих,
дно океана у нас моложе, чем это, хотя должно было быть наоборот. Океанские дно, оно моложе, чем это. То есть мы как бы расширяемся, растем, и из-за этого Антарктида и зоны, где растут леса, сместилась на полюс, где ничего, конечно, не растет и холод собачий. А вовсе не из-за того, что там, не знаю, ось повернулась или не знаю, тектонические плиты куда-то там дрейфанули. Динозавры жили. Растет за счет Согласен. чего? То Бяхман было. Растет за счет Да, внутри ядра со скоростью примерно 11 километров в секунду эфир разлитый медиум, из которого все состоит. То есть атомы это эфирные вихри просто. Он втекает с такой скоростью, из-за этого создается вот эта вещь, которую мы называем гравитацией. То есть затянуть тич, давление будет прибивать тебя к поверхности затененного объекта. Вот с такой скоростью нас прибивает к этой, и, естественно, втекая в центр нашей планеты, он создает новые эти, скажем, атомы, новую материю, которые потихоньку растут. Из-за этого вулканы, вот это молодое дно, и Земля потихоньку растет. Как только она достигнет определенного размера, допустим, превышающего размер другого какого-то небесного тела, то она замкнет на себя вот это из центра галактики течащего, так называемые токи Беркенланда, то мы вспыхнем как звезда. То есть чем больше тела, оно забирает себе эти заряд вот этого Беркенланда на себя, и вспыхивает. И в гонах появляется вот такое гало, то есть миллионы градусов нагретой короне, и Солнце это тоже по такой теории не является газовым шаром, где происходит термоядерная реакция, на самом деле она вот эти токи Беркенланда вспыхнут пингона электрические. Это объясняет, почему в солнечной короне температура больше, чем на поверхности. Поверхность 5000 градусов, а в короне там миллионы градусов. Потому что это чисто электрический эффект, как молнии. И вот такая вещь происходит. Если рядом какое-то другое тело, то самое крупное забирает на себя весь разряд и становится светящейся этой звездой. Например, Сатурн, который пролетал мимо, он, видимо, был блуждающей звездой, излучатель, что ли, как известно. Как только он попал к нам, мимо нас пролетал, наше Солнце его как погасило, как лампочку, и забрало с него весь этот Беркенланд, только перенаправило на себя. Тесла, как такое возможно, блуждающая звезда? Почему невозможно? Возможно, конечно. Куча тел в этом межпространстве. Кстати, они являются главной опасностью людям, которые решили бы со скоростью света летать в нашей галактике. То есть ты можешь банально врезаться в такое тело и вообще не соберет, до атома просто разлетишься. Бяхмубил, а вот теория, то, что ты рассказал, вот как она объясняет образование гор? Вот тектоника, она больше как бы объяснение дает, а вот твоя теория? Нет, тектоника про наползание плит друг на друга. Земля растидешь, то же самое Кермадуй. Харш, когда появляется, то именно на край этого харша и будет тот же самый эффект. А А Тесла, почему когда Она же наши одновременно- континенты, а почему наши континенты такое впечатление, что они вот так как бы собираются и Пазл. вот сейчас Пазл. они, да, Именно да, и это они главное. сейчас как бы растянутся. Да, именно это главный аргумент в теории растущей Земли. Когда-то все было одним, и Земля растились, они расходятся. Тесла, но подожди, я видел видео, когда типа на видео впервые в историю было, по-моему, как плиты на плиты сошлись плита на плите. То есть есть видео даже в интернете где-то месяц максимум назад я видел это. Понимаешь? Тогда получается против твоей теории. Нет, это не видео. Вряд ли тебе было, ты имеешь в виду, что это как бы предположение, что мы расплавлены магмою, на нем мы находимся. В теории растущей Земли ничего противоречащего этому тоже нету. Когда что-то растет,
растягивать Ешан что-то. Где-то низин хульха, где-то вершин хульха. Это же процесс, он не это не гомогенный, не однородный же этот процесс. И в нем Ну происходит да, может, ты прав. хацайнс. И растидешь, например, Африкец, вот, между в Индийском океане, между Индией и Африкой потихоньку миллионы лет оно растягивается, и вот этот яц, плитыш со мной воспринимает, да ишмаю, ты можешь считать это тоже плита это разъездом или плита наездом. Это Тесла. Ты пропал или ты говорил? Не, я перестал говорить. Это Тектоника, множество этих недостатков. Термодинамический закон нарушает. До вот это образование Солнечной системы из газопылевой туманности, которая постепенно сгустилась в это планеты под воздействием гравитации, еще больше сгустилась, потом еще. Как будто кто-то взял и газ решил, короче, превратить в материю, сдавить ее. Короче. Это не работает, это нарушение термодинамики полностью. Процесс образования планет и звезд, он совершенно другой. теорию По-моему. большого взрыва ты признаешь или нет? Нет, абсолютно нет. Это самая идиотская теория, которую могли люди придумать. Просто. Я недавно статью читал, на английском она была, то, что они опровергли эту теорию благодаря вот этому Voyager, или как его называется, который сейчас там далеко улетел. Джеймс Джеймс. Веб. Телескоп Ючуа или Voyager Ючуа. Да, вот это, телескоп какой-то. И они говорят, что типа эта теория, она не жизнеспособна, потому что то, что как бы он видит, и как по их расчетам, то, грубо говоря, большой взрыв не сходится. Что ты думаешь вообще по этому поводу? Еще до этого запуска, запустить, у нас даже есть передача была, вот час, что мы говорили про большой взрыв. Пал Буш, сейчас Джеймс Веб все докажет обратно. Короче. Это прям живыми голосами, я знаю, запись трехлетней давности, мы этот разносим. И да, Джеймс Веб запустить моими, он сразу же увидел на краю Вселенной не молодые звезды, а старые галактики, еще дальше на 10 миллиардов лет еще будут более старые. То есть Джеймс Веб был приложительной теории, но она еще долго будет там печень. Ну, а у тебя какая теория вместо большого взрыва? Никакая извечная Вселенная. Объяснение галактика. Что из какого-то хрени ни с того ни с сего появилась Вселенная, а что там за границами этой хрени было, объяснение целого тебя. Это тоже теория, что есть планета на черепахе. Или плоская Земля, а кругом океан. И с нее за границей мироздания. Ну смотри, там была такая тема, когда он летел, они вообще ничего не видели. Вот он когда удалился далеко, он не передавал, он, грубо говоря, сколько-то месяцев, это было в 90-е годы, он когда летел, он вообще ничего не передавал, как будто текстуры не прогрузились. Вот что самое было удивительное, что пустоту он там вообще ничего не передавал. Ну, говорю, пустота. Потом потихоньку начали приходить с него данные. Как ты можешь это объяснить? Ты про то, что мы в искусственном мире живем, ну, типа виртуально. И матрица, и все, что мы видим на небе, это как бы генерируется. Ибраим, верно, теории. Ну, а как это объяснить, что он на 3 месяца у него ничего не видел? Не знаю, надо какие-то данные об этом получить. И, кстати, если все вот такое, то есть гигантский вот этот пузырь, и на пузырь генерируется все это. Это ну, очень слишком сложно, мне кажется. Нет, я ничего не утверждаю, просто вот я точно знаю, что были такие данные. Интересные теории. Но подделать, короче, триллион галактик и их взаимодействие, перемещение, довольно легко вызовом. Смотри, ближайшие, допустим, если взять 20-10 лет,
если считать, например, там биологические, техногенные, астрономические вот угрозы, что для нас самое опасное в ближайшие 20 лет? Искусственный интеллект. Только гарантированно. Искусственный интеллект. И, ну, и инопланетяне, конечно. Ну, про инопланетян это было всегда, а вот сейчас мы видим, что искусственный интеллект является для нас главной опасностью. Ты, Тем не ты менее, зн- мы его сохраним. Ты знаешь, да, в Турции есть такое самое типа древнее обсерватория Гекли-Пекли, как это называется, что-то типа такого. Вот. Но там самая тема в чем? В том, что те люди, которые жили тогда, это до нашей эры, они, в общем, увидели что-то такое с земли, с небес, что настолько их поразило, или, не знаю, или убивало, что они создали систему катакомб, которая до сих пор в Турции есть. И они построили обсерваторию, чтобы отслеживать вот эту угрозу. И что самое интересное, они ее закопали, собственно, сами ее закопали. То есть это не время ее закопало, а люди ее закопали для чего-то. То есть ты слышал про это? Про этот комплекс Текли, Тибебекли как-то вот так вот, да. слышал про нее, но аюичигам я развиваться, это уже более интересная теория, я про это не слышал. Я слышал про когда-то в древности космические движения Ши, они были более интенсивные, то есть наше небо было более, тот же, например, этот пролет вот этого Сатурна, захват его, Венеры захват, кстати, тоже считается, что это чужая, короче, блуждающая планета, которая нам заскочила, попала под это захват Солнца гравитационный и осталась с нами. И вот якобы вот это явление нисхождения Венеры, оно для древнего человека, и Халхаш, это было такое настоящее светопредставление. Вообще там по плазменному разряд, что светящее, это до ночи светло, как днем. И оно якобы отражено в этих рисунках. Рисунок, что цвет. И они одинаковые на всех этих континентах, что у аборигенов Австралии, что у не знаю, индусов, что у инков, ацтеков, и в их разносом. Ну там проблема тогда, видишь, зачем они в катакомбы ушли? Они прятались именно от чего-то. Это настолько их поразило, что они построили этот комплекс, и что сами его закопали. И там недалеко от этого комплекса есть вот как бы скалы, они пористые, и там у них получилось на 5000 или на 6000 мест построить именно катакомбы. Ну, не знаю, ну, то, что электрические вселенные да, или освещенной системе, где эти происходят вот эти плазменные разряды, то да, Тунгусский метеорит, тоже метеорит термосоединится, поэтому это тоже ложится в этого канву, что космос это электрические и эти мощные плазменные разряды происходят катастрофические, такие космического масштаба вещи. Гениально, когда ты высоковольтная линия, прерыватель легких, специальный прерыватель легких, потому что ты просто не можешь разомкнуть вот этот контакт. И хаузич от него продолжать ток-ток течь. То есть не дает тебе возможности разомкнуть цепь, а даже сам расстояние. Короче, он продолжает. Короче. Вот, уже с чудовищным этим звуком и светопредставлением разрывать. Высоковольтная линия, это сотни тысяч вольт. Вот представь такую ситуацию в космосе, где-то текут эти токи Беркинланда, невидимые, и от этого горит Солнце. И рядом пролетает какая-то планета, или Венера, или Сатурн, и у него своя связь, то есть своя ниточка потоньше, и со связью вот этого с токами Беркинланда из центра галактики. И Юха и Волшен, вот начинается вот это, этот забирает его этот поток. И тот пытается не отдать его, тоже прерываться. И вот то же самое аналогия это. Какой там будет вот это
арку, и в небе ты увидишь мощнейшую плазменную арку на миллионы километров растянутые между этими. Начнется, и он будет как бы и раз, и хлопок, и в этот момент излучение будет мощнейшее. Вы представляете, на Земле. Да там не то, что ты эти выкопаешь катакомбы. Вообще вылазить не будешь 20 лет. Первый. Но они и не вылазили, несмотря на то, что, короче, самое удивительное, что это было общество собирателей и охотников. И чтобы построить такое, ты сам понимаешь, ну, это не, как сказать, очень много надо свободного времени и желания. Может, у них и катастрофа поубивала там 90% населения. И они как бы на будущее просто страховались, но больше этого не случилось. Халифа даже, да, Халифа, привязывай своего бурака, приземляйся. Хорошо, что Адиса, а то Укана, Адису Мадуч. Тесла смотрел этот сериал, который вышел «Чужой». Они сейчас выпустили его. Я посмотрел, расстроился, мне не понравился. Вот это продолжение этой, как бы, если смотрел этот «Чужой Одиссея», по-моему, который вот 3 года назад вышел, как бы ее после предыстория того, почему они отправились искать эту планету. Видел это? Я вам скажу, как есть. Говорится в хадисе Тирмизи, когда вы даете азан, шайтан не только убегает. В хадисе говорится лягу дурат. Знаете, что такое дурат? Дурат — это... Он убегает, и убегая испускает газы. Я это не выдумал, это хадис. Этот шайтан заставил меня сделать грех? Встань, просто встань, произнеси адан. Тем самым вы заставите этого шайтана испустить газ. Не на шутку. Некоторое время он даже не подойдет. Ты как предупреждаешь все-таки. Shaitan kurze modu. Allah huam das خوش عبوسل دين علم تانتس دلت. نوقم دو ليخش علم تكتكر واش مطيش دل عوض ده. ونادي شكولا حافظة ويبوستي لطيش وچنكو دقا ورنكو. ونادي جيجي تاع ونادي واسم صوت وچنكو وش إسلامski universitet. ونادي واش با مش با. ليخش كرواش مباشر. Så علم ده شوات så nicht diktaha och chubo shai ole. Och så var det علم ده شو chubo så boko. Ta det det бусо бoko. Сколько раз был вот на этих молодых тезисах. Вот это, например, мула приходит, что-то рассказывает из Корана якобы, а я там такого вообще не встречал. Причем он называет имена, хоть бы он постыдился, баран, называет имена, которые вообще не существуют в этой книге. Просто от себя выдумывает. Ой, ты постыдился, человек. Что видно, что нахуй это что? Vamos a ver esto va a ser muy Я еще что-то да, говорил. Хоть постыдился бы, что, или рабар сам сял ислам дин, что он стыд лёж. Ах, да ему да его, и кажется, да, что нам это. Нет, самое удивительное, что там сидят
вокруг другие люди. Я просто встал, вышел, но другие люди сидят и в эту хрень ее слушают. И что меня поражает, то что сидят, слушают те, кто вообще никогда в жизни даже азбуку в руках не держал. Он сидит, чушь какую-то несет. Какие-то имена, вот там одна говорит, вот, типа, мы дочку там, сына или дочку назвали таким-то именем. И, короче, он сразу же говорит, это хорошее имя, потому что в Коране вот это имя есть. Это абсолютно бред, короче. Само имя, Мацду. Marshall du masaga didik da сахатар духса. Это было. Ревность нахчиматан моду аму одереш. Рев Эмгарал, моха Эмгар, энгар, да? Энгар. Эмгарал. Энгар. Ага, дик ду дереш хил. Эмгарал или Мацу. Emkalu tamamen zor. Помните, Эмгара Элин Зудюиза, это даже не уайли, Эмгарал говорю, это Да, очень зучу наха, сунах как бы, сущенук методе, название ходу штукес. Но это к мужчине потом приписать вообще тупняк. Можно, это помню, ждуть, что уж подается, и сюда, вы нож придумать, без дердат, это тоже можно. İbrahim bu zaten ya o çekili yaşmaya tabii başına dayanmak şu baş dayanmak بصوا حاجة خليك بصوا بدنا ревнивые كانت без бючма, самые ревнивые, самые, как вы не можете ревновать своих жен, бож. Hadi bunu sigara duysun. Kelli yaşamaya sonra bu zaten. Хайзуд му йолит ревновать, деш, борш ват, бож, призив, саранон, це Omar Erbahçe olacak. Sarg sonra omlet mama yaşlandı ya. Sen dudri hoşlan. Sabut arkadaşlar şava. Стеган ревновать до борщ. И применять, да, вообще ночью. Даже я думаю, даже что да, ревновать без. И буду да вообще ревновать без. Ayakta koyuyor Что вообще тупняк. Цундель, мацага смогван, что вообще... Эмгару это можно применить, как бы цун цатинда ут очень зучун цушин йол юкайры ши эмгару ши оуша так цвера эмгарал. Это там применимо. Как бы это между ними один мужчина стоит. А сеган меча применить дир, вот цуна цахиет флик. Конечно, это русский Ваня вала, что сачел куш, короче, что там, я понимаю, там Вася и Коля, короче, и среди них Машка, короче. Эта Машка, она хочет выбрать или Колю там, или вернее, она замужем за Колей, но вот на Васю поглядывает там, и тогда Коля, короче, начинает на себе пельняшки рвать. İblis yok mağazı tıga. Şu iblis madı çok Давай, пасмо. Уэма иман должен зрение да. Şu iblis dur şu utar vasa diye Садиз, وقليز أو ديزك سابو ديسو إشتوا أتبو شوات يتعبقي كروشك. Sonra tabatana sonra ne?
امگره لا ات پوستین در حد انتردو دیک هشت امکلت سان ایتا او باید خودش آریونی پوستان است هوی مترویت سوچواش حلوه تایو دیلسن ماجین ورش تبوف که یعنی باید زود تا خر کروچه وها خاین شاید چون حالا دهوی تی تور بحلت یوره سوقسیه تا اولش سیه دهوچ بیاش تا اولش بیاش کروچه تا دو بیتو خود کو تا مولرش تا بیاشیه شتام حالا بود İşte o anda da olmuştu işte Laruş reska tatlı da اسمع لو تعال اسكت اصدار يقول جات ايش لك شو سياسه ولا شاف ده دولار يا شو ما هلا بقول ابن عواطة انجلي بعد بوسا ايش ستيفان ده اقوى انجر كتير ايش بو شو يا كان سوارك دوري كنت برسقت بده ده ne işte tam da سوارك سوها اسبس سوارك سوارك يدوست وقر موش الكترو that's Правильно. хорошо Такой вопрос у меня. Помнишь историю, когда двоих чеченцев убили в Лондоне в 94-м или в 95-м году? Армянин их убил. помню братьев Уциевых но кто их убил как почему вот эти подробности Армянин их дикция там, ну как бы понятно, кто кого убил и как. Ты точно можешь сказать, они туда... Там написано то, что якобы они поехали, чтобы говорить как бы за Азербайджан по поводу Стингера. Но я, например, от других ногчей слышал, которые были уже достаточно там среднего возраста в те времена, которые были как бы в теме, они говорили, что они туда поехали не для того, чтобы Азербайджану достать эти стингеры, а именно Ичкерии достать эти стингеры. Что ты можешь по этому поводу сказать? Знаешь ты что-то? все понятие отсюда я слышал типа того вулкан вот это улша засу ну не знаю хочу информацию лучше на душу Но самое как бы трагическое в истории этой было то, что их когда двоих убили, я так понял, их потом разрубили на части, вот этот армянин, а потом, чтобы ему отомстить, вот этому армянину, там вообще череда была вот этих событий плохих. То, что когда они поехали договариваться, так получилось, что у англичанина была сестра, которая познакомилась с армянином на курсах, который жил в Лондоне и говорил по-русски. Короче, и вот он ее был муж, и он узнал об этом через вот этого ее брата, а потом, когда он этих двух Нохчи убил, Нохчи отправили киллера, и тот по ошибке застрелил ее сестру. Это как в этом фильме «После прочтения сжечь». Но я как понял, никто не знает об этом ничего. раз молчат значит присутствующие не в курсе ну может не говорящие знают просто не говорят здесь Ламан го, хэч хуй ламан уйчва. Ламан го, и мухаджир его, гуацунги, запись я это нерсон, ладуш, васа.
Делаем дохму, да. Ну сам что, и шадик диктор, и сам пропустит дыра. Ну, да. И зоны что инша бахсу, их сразу так жесткий метахлыша бахсу, петушатник что am царла алдиш хлирется. Да где нет Упоряжи. А сети момент я трион халиф, да, и зоны что хлал, так жесткий метахлыша бах, и там да фейлик, да. Да где нет ну, то щети ногти хлла бавар тунда, so хат и да, и это дох. Да, вместе с твоим чеченцем, то али, да, пал говорит. А, все. Gerdu hoş malet ve Не, тün мышление, что сразу техи, нет, он да, дерсон, ты хабар дис. Ногти мот аминчун, на что хлхет дирцен. Нет, ну давай. Сейчас ничего, Ардон Саляш, уже полгода, чего Забуден, кешниш габаллар, и вообще тогда, то ючел, штат. Хинз. Хоклин, ху проблемы, хоклин. Канта ногти мот хама бар, то жен биллион. Ну, Джим Кэс глуха бар, кантан, да, и кантана хана, Кэс глуха бар, сам да сега удала. Ногти хат бар, то. Давай, и вообще дать. Дело, да, просто. Столки лахайн, да, лохан техайн, юхи. И туск на табиах деш, да, там да, сексун лату, ну да деш, да. Столки лахайн. То после этого разговора, то полностью серч надо, и чуши цехи и ценцу, и еще цехи, да, индиария, цехи, один лучуга ушел. söylete honsa tulkufi. Samuel natuna. Коротко, Сэмми, ба? Сэм. Дохком дон отсюда. Хазнерсан бал буксен, да? Сен зохчу айн мосту кезик душевты. Вообще бал буксенга. До того невыносимый бал буксенга отсюда. Asa, imam Samuel, giro u albosh. Putonzo nanate. Сакэ често кедладуратели аруэ лисо итса. Даду ду. Со Бобяш воша ладуш аш воса итса. Сигайку сиябари. Саншин соответственно модела тот, хабар диш, владеяна горду, ну. Косах не хочешь? Косах 20 минут запись, не? Да, и было. Вот он делал дыца, слушай, сам точно ты нужно. Asa, imam Samuel, wat giro u söyleme u. No hakan söylüyor, sala kan yahya söylüyor. İmu fulti. Нет, тебя, вот сам это самое интересное, буду хорошо. Он хаоснешь, а сен халат то пока здесь видишь фалеш. И ишт потихоньку вахуш савахни хари, и по логике на моей гири, ишт савигни хари, что нутро от хавизер илши, это ваха хуйка, уже затнутро на моей гири. Ишт потихоньку дышит, ави гири. Ламан вот сауш делерон цингари, кант Иране адяшуал, да? Просто багар их кырцынез. Вот адяр догяр соке гуаш тапал гирион. Да, остался валса валитери, сутир, шиич, мобориш, наса вилкал должен. Багар их кырцынез. Нечаянно, да? Asa, do habalen shbater 15 galo. Це я на гол, що до Ірани о, наше. Рала бюлбер. А все, же бисмилlah, да, говорит.
Цари, песня, царла. Казаки руснявые распевают Шамиля. На горе стоял Шамиль, он Богу молился. За народ, за свободу, за народ низко поклонился. Потом дальше, сейчас я всю не буду музыку. Ойся ты, ойся, гунаден, по реке плывет чечен, бошку оторвала Бош. Да. Дальше. То есть Шамуэль, который перевел посредством вот этих религиозных манипуляций чеченскую национальную борьбу в статус шарикатской и создал вот эту междоусобицу шарикатскую, он, видите ли, за свободу, за народ низко поклонился. А чеченцы, которые за независимость, за свою самобытность, за свой национальный интерес борются, они, да, вон бошку оторвало, короче, ваххабиты, хахабиты, игилоиды. В Русне вот так вот нас воспевают. А этот Полный свой шарикат, ухо, Ибрам, свой ухо полный. шарикат, да, который шарикат, он, видите ли, за народ, за свободу, за народ. Свой царыч, Ибрам, вот чук раз нерез и ночи, боги рук, это скалуги вон, я особенно кини хажириотен. Хайджа. Госдухон, это аж законно, да, амайна, и просто так мадать и наград там лучше. Скорее всего, его, значит, просто внедрили в общество, чтобы он был... Добыч был, и там добыч был, 25-30 лет, даже Хейсоуду добыч был, там 1701 год, я думаю, и что в Грузии, Шумагвартин, Петр Эскер, Цыгандин добыч был, там Хесетца Бацыга, там дом дочь, и when hit дин долом, точно, и тачу я царь, Унач и борт был чхена, when дом даться, хинца даться. Я не пойму, почему у народов Дагестана Шамиль герой, если в его армии не было дагестанцев. Ну, там 3,5 инвалида, 3 Дагестана, ну, там их было очень мало. Так же, как и там было мало карачаевцев и других. То есть всегда костяк Кавказа, то есть это кто? Это нохчи и черкесы. Видено, ничего тебе не говорит, СС. Говорит, да я-то знаю всю эту историю, много книг читал про это, но мне... И Дагестан, а деши олдала, царь Юхин, Ерч, сега бин был, темиш, миша бин на сега. Он не воевал в Дагестане ни одного крупного сражения, кроме того, что там в Гунибе было. Больше там не было. То есть там в его армии не было вообще дагестанцев в массовом количестве. То есть это были чеченцы и черкесы. И вообще за всю историю Кавказа сопротивлением были чеченцы и черкесы. Остальные народы к этому вообще никакого отношения не имеют. Они, как империя пришла, они сразу под нее легли. Вообще там осетины, они не то что легли, они побежали первые служить. Если грузин, в кавычках, мы назовем Кавказом, это закавказский регион, то эти вообще армяне, грузины, они помогали завоевывать Кавказ. То есть это был основной костяк. Гуниб ликта, затянуть мен окружение, давох бандах динонсус. Это просто скрытно давох. Сега разборг şu dayıyor эту, тылгай гуй шелер. Сер кантойсон, да, за университета преподаватель орцер, сер мох кент. Юака, толка, сега да зацум шу сега, сер дицер ладуyor жимошкана, сер кошел уч ладуyor шейдасо. Я обухтяхар разборг шлоцер даюч. Где-то сиржолни, ойturni, шелни юкатана, сход хлоцер. Это هيك خلاص بيجي مو نايب بوش خلاص إيش خلاص تاقي هيك جو بيتوق خلاص شيل خوش تراكشن دبوش شيل بيتوق خلاص هون عادين شيل واتواش وش بيتوق مالش واه تدا سدا الله شمل شا إيش تكا أردو إيش تور أردو لا سو إت يوت إيش شيء كان تواتو يعني دك سيوسون
شاين دعو شيكان توتوال يو قمالو ياشك ساكان توتوات شالت إليك واترو أو واترو تقال إت دودال تاسكاش إيش شيء كان تسوت تويت 100% исход дасяачултя где-то за 3 месяца центундау ца жуткию цензуд все тачангстя архивума даяха иейна алкикаринаят видно даяха халх за 3-6 месяцев дючтер царис юга арши эскериаца всегда она شيء أذكر شيء زودا بير شيء رأي تصدقوا عن ذات النقص إيش كان توتر يعني مغلي يوخ ده Советский Союз إنش خنا вообще интересно не гуду гайон Советский Союз إنش خنا وكي هويري кавказский هويري за شارين نك Опыт, Кирсия. تا نقشي أدلنا ألتا هوير زار إنسان هي يوقع Горский, Кутаю Горский, царь, горский, и майни царь, и на тига и тапчер мой уахлы, тагалгахлы, аситин хлы тига кабардин хлматсон. От юк Турция, от имам шемли, кент туат юк квасен царь, раскешта, от курю мухетон. И вот дуэл, эмир, и цаваттина, и Дагестане тапалили на уган, да, юк кент юк квасен царь тига. 17 года. 22-й, думаю, 22-й, да, мы были. Наши луксовые штахуает царь, узом хажуает не мой. Да, абсолютно. И курки гинца гон и вейцал дулум дарис, вей хин сапул ночи мот бюча, арбуаш кадидина олку, чуа, то миш беш, има дедина ол. Из сказки душнеш, дуич. Имам шемелаха дуньян возит на ночи куан хуайбу. الدنيا ووزيتنا это когда вот ночью он был Но не нам как бы в честь, абсолютно нам должно быть стыдно, как нации, что мы опустились до такого, что поставили Шабана руководить чеченцами. Это за всю историю никто, ни один иностранец не руководил чеченцами. Вот это первый Чабан يهودو был. راي حلقه يوم مش يهل غوشي لدو سون ايش تخزي بقدو دات سون مرتن تاع وقتين ويزار دات ويا غوشي قال لك ده موخ تاع خوش لك دات يوخ هالبسترو ايش تواتين اول شزق سوني دقين مسيتما اول شزق سوني هو قال لك ابسولوتنا نيترال تاغو هو قال لك مسادي دوي دات ايش تيبا قيتيو قطعاتي دات Ишь в целом, но то, что ты посмотри, то, что когда он начал резать пятки, когда он начал убивать чеченцев, вот эти дебилы, они, которые рядом с ними, даже этот Байсенгур, они вообще не стыдно было. Hitsa, что он taru творил. hitsa boş, Ему şoğdan boş, только şıllık goyon, o şey bork noçi, giriyor, military, уй школа, директор, уй юртда, уй бош, да, из одно и то же, сложный ум, да, сон. то мне западло было бы, допустим, стоять, Да? смотреть, как моих халық үшін убивают. сравнить да меш да царис он дальше халық на русских коллаборантов бол беш наш халық просто Да, шарикает все, не спах, все. Халах отор, религиозный фактор мой, из-за яиц мои, там же религия еще играла роль. А что вы говорите, что одлухи левор, мы дать. Там пословица была в Дагестане. иду инцы муду давай яйца пословица. Пословица в Дагестане была: хочешь стать имамом Чечни, выучи одну суру. Да, что они сами бабили. И Винцарла Масадов не дурак был, Басаев не дурак был, многие какие-то там деятели, военачальники, политики. Дурак, шмабаться. Тот же Джафар Дудаев, нормальный, светский, грамотный человек. Там не в том, что ты дурак или не дурак, издатель. Ибрям, а здесь ты знаешь, проблема у Югайон, Ибрям, единственный. И Бусулдин сказки, да, с Халкаиндо, Адам. И Тадоузер, дук, от сказки, дук, еще деги.
Да, просто даже и цадой зар и дукас и он цаюзис каск, но он не с детства как бы цачо цена дика хаза хундун из Вот, бокситин вот. хача хадас нанс де дас воре дас хацерт боллер ман ты начинаешь это рассел, короче, что дезумду воша, хай вообще вёза цаю что за пургаят. И что, дазал ден шлил да والله. И нормально, психология, указ одне, что. Реакция Ибраим, психики. там, знаешь, у Дудаева была какая проблема, то, что он рядом с собой не поставил этнического чеченца, который бы был там в прошлом оперативником там среднего звена, ну, спецслужбистом, чтобы тот ему мог советоваться, как они будут Это использовать. и нах дуаш долж. Пыч буч буч. Нах был боющим. Это вот я использую самый главный козырь. И тешам буи юхева стивенул так, что юхав лервяш и дуаш нах лервяш. И тут я сыграть на ногчи галаком тебя. Именно вот я сыграть. Просто Дудаев неискушенный был, и Масхадов, он был неискушенный, то есть неиспорченные люди. Но если бы они были немножко пропитались вот этой гнилью Sen sa primeri alea русской, un SS. Sa primeri alea son. Сала, хочу ворваться, Ибрахим ворваться цасон. Ибрахим, и вопрос интуиция хафиз школ шук. Зубрит дойч тухса. И мадар қиета қиет берш кунца андует ал қиет шунца. ты про что? Хинс хафиз буквально хафиз Хафиз, школ окей, шук. Зубрит дойч тухса, сейчас шудуя шунца гатса. И цади сейчас шудуя шухуш. Перевод я шунца амбу ал қиет шунца. это тогда, понимаешь, Тогда они поймут, да? конечно, ну им же как бы это, знаешь, вот я читал много книг про Северную Корею. Грубо говоря, просто культ личности Хуи. И, грубо, твои Нет, мозги, они настроены, как это, знаешь, ЛНП. там, Прям весело. там просто правильная очередность халиез и чубилар кверчу. Он ага, если ты с другого конца начнешь, то ты сразу губит буэл. Да, ты доллаш. Қиета қиет Буквально. бая, Ибрахим. Да, ты сначала его вес, шай агент, Да, потихоньку, его, да, то зубрить дойч, уже так как бы психологически, а под влияние полностью, короче, а тут я им ханча, да, и потом уже горовой общий, короче, общий проект он масса полезный, исходя из этого духа, дек боша, как бы, что ж, ще схем мюктен, и по схеме цахельчат и сразу от ларчур выбиться до евдуа. Там, Ибраим, знаешь, есть это научно доказано, когда люди, например, они только в одной сфере одну музыку слушают, например, у них создается нейроны определенно, то есть у них в голове, грубо говоря, как две извилины, то есть действительно нейроны так построены, что и когда ты им вдавливаешь, им уже чисто физически, например, как тяжело читать какую-нибудь художественную литературу, допустим, какого-нибудь Александра Дюма. То есть если он все время вот этот зубрит, ему даже тяжело читать книгу какую-то художественную. То есть это научно доказанный факт. То есть здесь еще даже биологически идет зомбирование. То есть это не шутка. Поэтому многие люди, ну, многие ученые, они даже говорят, что слушать один и тот же жанр музыкальный, это плохо для мозга, для твоего интеллектуального развития. И сунит и берешь, да, амоштул, и мот хаахуш, и амоштул, сунах пайдгетер, сунах, сунах, чей гуч дедер, модер, и цундел саам докцар. Это просто пример, Юкар, до 91 от Ламбала, это поколение, Сунаитря, из 10 человек, сега Барсак уже с высшим образованием в школах. Это потому что религия это вообще было второе, третье.
школе-то подтягивался. А тогда все это ушло на третий план. Тунде хайлдыш, эзгуахы, читан, ахтомаду управлять. Вот метта идеяш доктор эту, ишт метта, и что туча, идеяш доктор, муссор метта. Смотри, Архит например, мадат, СМ. и школьник, бях могла, виствовался. Смотри, например, я следил за одной историей, когда в Грозном, в Чечне стал очень популярен корейский язык. И были настолько популярны, что открылись корейские школы, там было пару школ корейского языка. И что ты думаешь? Они нашли там через 3 месяца, они поняли это и тут же все закрыли, сказав, что типа это разрушает моральный облик человека. Представляешь? Зато турецкие сериалы, они гоняют повсюду. Да, да. И гуяр его образование галяхан, это 92-й конец уже, да, полностью галяхан. Мял мащохли уже, да, цухена галяхан мое образование полностью. Мялханял уже ши поколение, почти халки и на царь. Их маду царь дештег. Это мета, что обычно, да. Духу бог на царь. Айту он сказал то, что вот это поколение, которое, у которых религия была на 10-м месте, оно было талантливое. Почему? Потому что они, видишь, разносторонние были. Поэтому они были, смогли учиться в университетах, дальше пойти. А когда ты ничего не знаешь, у тебя весь мир только вот Коран. Ища дол религии, это нохчалерк. Это рях, арианс вообще, ариансам вообще кадедар. О, ларшдар. Шахса интанинс, даже просто сяланая линия пример. И меч нишинсам бусуденте я свой чарел ули бубо, свой мот бюльто тузикс бар, да, свой чарел ули бубар, свой бусудене алос. Да. Это Это, вообще самое мерзкое. Иракская яли нихе, шекерцевитин, масит такой сон, да, просто изуда мють шатсон. И твой яли нихе, да, это. Кэр случиш, да. Просто если взять даже поколение, например, там моих дядек, которым там уже под 60 лет, вот так вот, около того, то есть с ними можно поговорить там о классической литературе западной, классической русской литературе, об истории, о цивилизациях, о чем-то, да? Только вот Элиш берешь мою порог ючиш 30, эсэс. а? Да. Э, Вот ючил, поколение мою ючик Вот, именно ага. до 90. Которые, смотри, 35, там, 30, ну, до 30, короче. Ой, после 30, там, до 25, ну, это круг, это нельзя так обобщать, но, ну, бараны, по большей части. То есть там какая литература? Вообще ничего. Tahan guan даже итер этиги аба ала тахош эхс дa'ло та диплом эти там в школе учительниц вот старое поколение вот кельти бокс беш по знакомству и да хитош царь ху амогда программа шейна тахошо. И, конечно, Айту, нету спроса, нету школы. Я же говорю, Селхан, это тем СМТ. Вот Анди школе-то ведь уже собрание, как родители на собрание, хунцевина, худу, ох, спрос майер это. А сейчас, дочка, да, вот он и рити, он и квартал сбили, и все. Ну, Айту, там же еще проблема в том, что у самих нету желания вот читать что-то. Вот у самих нету этого желания. Халиф, хэш уя, халиф.
Ибрahim, связь зовут. Нет, Да, если... И короткие видео, я тянул. Палестинцы, тигина, бугали, бюльбелис, да, это очень тяжко, 25 лет беда, да, сейчас им дольше, на ночь, что там будешь, да, дольше, аж будешь, да, скамил, что гали, лирш, тигина, буквы, палестинцы, раз, кремат, да, да. Я как-то разговаривал с палестинцем тоже, он говорил по-русски. Я ему предъявил вот это, то, что там Махмуд Аббас говорил, что вот этот Ясер Арафат руки целовал. Он мне ответил, что типа у них другого выбора не было, и что они были в таком положении, что им приходилось это делать. Но, ну, короче, он как бы... А еще он так как бы намекал на то, что типа Нохчи недостаточно мусульмане, поэтому это не считалось типа борьбой. Инс пока раз, кремат, бюцер, СС, и дух саш, до ночи мат бюч, да, Борьба за свободу, за государство Палестины, это что за херня? Ну, я сказал, ну, я ему, да, ну, там матом ответил грубо, но, грубо говоря, в такой же форме, как ты, но чуть-чуть грубее. Я не пойму. Я понимаю, если это какой-то там джихад за Аляску был бы. Там люди хотят независимое государство, Но якобы смотри, Ибраим, от Израиля. Мне так, например, отвечало много, знаешь, карачаевцы мне так отвечали, сюли отвечали, многие и черкесы мне отвечали, что типа шунарят, типа вы националисты, мы только будем, а мы, если бы вы были настоящими мусульманами, типа мы бы вам помогли. То есть на самом деле даже вот эти соседи в кавычках наши хорошие, да, они тоже так много раз отвечали. Там и, ну, именно когда разговаривал вживую, то есть были такие ответы, то, что типа вы шунаряс, типа вы националисты, типа туда-сюда. وين خوش دو دين تغيرق تانتورم قيتا просто شيطان А какого تعيش лешего تدو тогда? سعدويتش خيقلو تر Какого лешего тогда? وإتمادة تدو Бардинцы, хрен всякая, хренотень тогда за Палестину топит. Вот это можно? Знаешь, что я ему ответил? Я ему сказал, может, ауч даст, но я ему ответил, как так получилось, что если вы такие мусульмане, то в советской и в российской армии 70% ваших было не обрезанные, грубо говоря. Не, это тут ни при чем. Смотри, мы кефиры, столько за национальность, за государство. Мы плохие, все приняли, все, нам не надо не помогать. Если ты не за установление халифата, то пускай тебя, вы там друг друга хоть сидите, кефиры. Окей, приняли такую схему, ну или уравнение такое. Давай теперь берем Палестину. А что с Палестиной не то? Палестина 700 тысяч христиан, там почти половина шиитов, какие-то Кстати, сунниты. да, Потом когда им говоришь, что там... голубизна среди них есть вообще распространенно, везде с этими флагами ходят. Сами они устанавливают, хотят за государство Палестину установить. Да, я Национальная это говорил, палестинская. кстати, что Если там... бы не национальная палестинская, у них у арабов есть до хрена других государств. Им оно не нужно, им нужно свое национальное палестинское. И что теперь? Как это уравнение против чеченцев можно применить, а против палестинцев оно почему-то непримиримо? В чем проблема? Имра теряч бат, бля. Ибраим, им надо как-то себя сейчас как бы отмыть от того, что, грубо говоря, они стояли 25 лет, пока шла война, а они ничего не делали, сидели. Но меня что удивляет, почему-то вот там, допустим, сейчас многие сюли там с палестинскими флагами бегают. А что вам мешало с нашим, допустим, чеченским флагом бегать вот эти последние 25 лет? Сам думайся в эту шизофрению вот у этих соседних
народов? Ты Какая, что думаешь, там происходит? Одно слово, лицемерие мешало. И моя шизофрения, она в этом заключается, что тут неприменимо там к Юпитеру применяются к быку, короче. То есть как это так? İbrahim, Одно и то же. nereye atlatıyor бати? Нет, нет, там они будут типа как светские, типа светская страна будет, Ya если o İbrahim bu вообще kopç, вообще kurma bu siga bu inak разные adım bu siga. Коп в Египте, они в Египте копты. Abi yok dikeni yatsa ne var? А там какая-то у них своя ветвь, типа, я не знаю, ну не католики, но какие-то там. Да, Может, есть. поехали, без вируса, точно. Там Вообще, есть ортодоксальная церковь, Йошу тоже в самой вообще Палестине. один дочь был, арбой бутыга, да, вообще они у нас есть больше будет, разный закур бутыга, бег. Но в любом случае, ахар массара имат дебошил, да, еще национальное государство я буквы, да, а военных сейчас именно. И прям и римский закон, но неприемлемый дубов, это ролик Гирксона, что, и матехкань, его милуй на вас, и мечау, И зовут бывший депутат Государственной Думы Франция. Я губаю на окусту. Мангульбай, Махмуд Дорис, по-моему, Махмуд Европе Франции римский, вообще самый важный римский, вообще было на римском праве, вообще оно нам не подходит, вообще Меркель французский круассан на хокшлет. Ибраим, смотри, если он будет, например, по-русски говорить в какой-то, например, на какой-то пресс-конференции, и если ему какой-то журналист русскоязычный вот задаст вот этот, вот скажет ему, подождите, вот вам не приемлемо, типа римское право, а почему вы живете в стране по кодексу Наполеона и по этому, по римскому праву? Он что ответит? Ничего он не ответит. Судья Константин Юхахей нашел, как ни в чем не бывало, Ибрahim. И вообще интересный сказ картин, дари. Это вообще один из главных эмиров Маути. И вообще римское право. Римское право хует Саха. Фую мага. Ложь. Ну, состояние римское право нам не подходит, ложь. Юрист, Ибраим, если у него спросить, что такое римское право и, допустим, что такое кодекс Наполеона, он же не ответит. Он вообще неприемлемый. Убах, вот так, анвил так, матери, да, дохком да, да, вахен, Европе вахен, хитаешь, да, саши доши, орша ведван, полиция, он заявление отзерешь вон, 100%, да, это. Минуту видео его каса. Я эту социализацию, да, Франция, римские права, без бороды, юхерен, Янголбаю, федеральный судья кандидат, юхерен. Это вообще интересно, смешно, хамял. Если их какой-то, я говорю, русскоязычный журналист вот так вопросом задаст, то это такой позор будет, потому что они не смогут на него ответить. Он никогда не повторит это там. Мы светская, у нас это, у меня... Вы... Цинкахаттер, хазисахунд. Да я это на это. Дыхание мягко говоря. Просто Рамзан. Хорошо.
زكاة سار شيك إيش تخاطر ديش ديك تسجلون وناس цивильная демократическая Сунгинес, بدي самобило. Айту, самое поразительное, что то, что вот ихняя риторика, то, что они говорят на русском и на чеченском, ровно то же самое, и все вы свидетели, делал Рамзан. То есть на чеченском языке он говорил одно, чтобы понравиться чеченцам, на русском языке он говорил другое, чтобы понравиться русским. Это точно то же самое. Мосу метте حاجة اتجي أوكرانيسكي من لغتار جورناليستش تار ديش الشريعات هم وبشيحها متدتار ويشتا ويجانا أتلوش دو قل سعديت ليها سعديت إيش تو ديت لرقوانا دو У них не принцип, это как это, главное маневры, да? Как там была эта поговорка русская? Ты и проталкивать беш основном айтул, да, ты агент будешь, да. Да, Пришла охота. лидер агент бу обычно простой сагу вычислять башкач. Дохкун духа серно ладохш эм ацег сачболнах. А Европу, там не все агенты. и телевидение ищется, может быть, агент спаться, Европу, теттин миллиончика, ах, не слушай, хобж, бухаешь, вагожин. Раз, мака, Европе, там волну бабир. Хакса. اس بات ملبش بات تح يخبط تحتنا دقو بوتك بيتا Нет, то, что дождь, Ахнисбах, то, что дождь, это стопудово ФСБшная контора, потому что раньше дождем командовала там девушка этого Дмитрия Медведева. Но меня что поражает, то, что вот так раз отправляют их, вот этот телеканал «Дождь», «Медуза». И самое удивительное, что их кормят вот эти глупые, наивные европейцы. Вот на самообеспечении, короче, они. Алгелё, телевидение, СС, полностью, Лубянки под контролем, полностью. Знаешь, вот эта Екатерина Катрикадзе работает в этом, в «Дожде». Ее мама, Анти, Катрикадзе Екатерина, короче, ее мама была взорвана в доме на Гурьянова. Вот ее мама погибла с ее родственниками в этом доме. И она работает Давай, спокойно на «Медузе». А? Откуда у нее такая ненависть, нахчешь? Да, Она точно, Доня, да. Екатерина У тебя интервью Катрикадзе, было. да. Да, это 100%, там ее родственники погибли, родная мама и еще, по-моему, кто-то. Но поражает... Дуд Волча, Ажерё интервью, Ажерё, Дуд насчет этих, короче, да. нет, это я просто из текстовых этих. Давно я это уже знали, 10-15. А вот ее муж... Ой, هدى دي 300 тысяч, сагой, ваха виллан, ой, подряд так, шавол гюржи, давай, молодец, Бил Гюржи Ереми. Михалков владык, Ибрям, Михалков владык, Михалков слюз, куда лез, да, свой. Войска, да, Иисуса, войска, шлеш, ашап. Короче, вот это, который Катрикадзе, ее муж, по-моему, Дурново, кажется. Его мамаша, если посмотрите ее биографию, там, когда смотрите биографию, смотрите именно на какие-то странные пробелы, либо на странные какие-то повышения в карьерной лестнице. В общем, она там с советского времени, она училась в каком-то университете, знает французский язык, тудым-сюдым, но там из биографии, типа, она правозащитница, но, по-моему, она просто стукачка. Работала всю свою жизнь на КГБ. Еще, по-моему, Буковский говорил, что среди вот этих антисоветчиков больше всего было КГБшников.
И вот этот ее сын пошел по стопам своей матери, и это муж Екатерины Катриказы. У них там семейный подряд. Телевидение, газет, массовой информации, да, именно моссу голчан, КГБшники. почалкши, почалкши, цыга полностью первый контроль лочек. И Путин хамой энцадинаг журналист, журналист байтар, то первый там боча, освещать яш, моссу мел худо-бедно, дючтера дыне мелду. И он тогда в первую очередь цадинаг докцадовшин, да, и журналист из чури ацаняш, и полностью, и модель цадинаг под контролем шавиш. أنت وأمالك أدوش بسرس كذا تشكيرك то первую очередь أديركونسو. Они этого Боровика убили вместе там с этим Нохчи в самолете, кажется, да? Одним из первых журналистов. ده ويل إيش Под ده контроль шавиш, сибетта, да, эмнаю, свободная пресса, телевидение, радио, гульшат и пицар, да, эмна контролирует яшу. Хорша и Медведев, дождь именно Медведева контролирует яшер. Да, Цунцзу любовница Ер, короче. Забыл уже, как это зовут ее, помню её имя. В общем, она, да, она ей создали легенду, типа, мол, они там поругались, она там поссорилась туда-сюда, и, короче, так под этой легендой, типа, ушла на Запад. А что самое поразительное, это тупой Запад этих тварей кормит. Или, например, или подожди, сам диста Асланян Войзел, Владимир Асланян Вуи работал на «Эхо Москвы». Джо. Я видел собственными своими ушами видео, новости что-то смотрел, просто переключал. Он там говорил, типа, знаете, открытую, латвийскому, по-моему, к телеканалу, что чеченцы это не люди, это твари, мрази, которых Братан, надо ушами уничтожать. ты не мог видеть, может, слышал. Ну, слышал, да, слышал. И интересно, Гудугаун, Ибрам, и оппозиция, русский, хороший русский шбат, и теперь авторитет, мусимет, тауайол, шер, и цакоди, да, алхудина хайон, цар. До Германия, сход ксагалир, цар, митинг, алсаум. Отхена, флаги агин, алцига, яшкинини, карамурзанини, навальнини, уголовное дело возбудить на классе, сялан, тому, мухетон. Да, было такое, помню, было. авторитет, уайолчхана, инагент, кега, хакус, цар, сразу, ишь, леваш, букузат, я хочу, аж будешь. Флаги, о, все, уже дуй. Тербу, Я просто не, конкретно не дрищен, аж был. я не понимаю, почему Латвия... Хоп, мабуду, Германия, газ, калач, о, биогаз, цагина шон, да, это наклепки, это, вирус, да? Не, Латвия и Литва как позволяет этому уроду говорить про чеченцев такое? Добрый день. Сегодня Ладно, сега. факс. Видео палестинчбек, хацакаре Терморедисторы. Ибрами, халифы, не латесака. Это я так понимаю. Аскай мот, будет, жить духта аж, эту, ночи мот, будет, хербон, и нахуй. Там в Ингушетии, по-моему, были какие-то проблемы. Они там что-то приставали к девушкам, вот эти палестинцы. Короче, их отметили, короче, дети ингушские. И первые, кто прибежал заступаться за палестинцев, это были вот эти твари, которые из духовного управления мусульман Ингушетии. Они первые прибежали и начали говорить то, что, мол, ну там они бедные, они там пострадали. Ну, короче, полностью вот эту тему, вот эту, короче, выступили как, ладно, не буду говорить это слово. Короче, начали заступаться за тех, кто приставал к ингушским девочкам, там школьники, грубо говоря, подростки. И первые прибежали вот эти духовные управления мусульман отмазывать их.
Выдохил от мазоты, аж болтан, проблемы. Теперь можно понять Ленина, который их отстреливал. На самом деле, что, допустим, даже если будет независимость, то без жесткой диктатуры с этими уродами не получится справиться. То есть их придется реально отстреливать. То есть физически ликвидировать, чтобы они... مقدار أساس مقدار بيكش ما هذه Не, لحظة я могу говорить как бы. دالت تاتو تتع وي صح И عش nahoj sambardo, sabardel, и nahoj sambo, šnis no te vāja, švenšus, aštu učā. Sēn tjupšiet planšoms dēsī, ja būs mūdīs augšē. Они ничего не дадут сделать. Am garson lamon ho. Apochak dawat nishan. Am babiz way bosh. Dawat nagwas iduk ju rina idawak wes da chura na lichit kuna da itan هذا tsatul wes. شو الويزخ اسام سراز شو الويزخ Qiyatam bu главный qiyatam абсолютно хердакан ду iqam тан it internet juah bush dachun musso metta доступ ulsha. Ишаш дюцук хат ду хуша. Целый муфти ват вахен пучбот бешалч мел гил халду хайшн цага по идее. За всю историю им ни разу народ не дал отпор. За всю историю. А значит, то, что если им, если даже, допустим, я не знаю как, ну, представим, что будет там какой-то... СС, сам алевер. Инца, ойлич, да? Война, свободный хан не на маят. Вы постоянно под гнетом, да? Он хайбуш, да? Это кошо, 91 шишо. Кошо, ден войн, да? Паргат, чуагаз, кайбоч. Кицул халга. Вы дитна мада, цаахум, Не, да? они сбор, но я имею, что я хочу сказать, то, что они в любом случае, их больше, они организованнее. И они сами по себе, как вот как маленькое общество внутри общества, они склонны именно к насилию. То есть, грубо говоря, если придут какие-то интеллигенты, начнут их рассуждать, просто всех уничтожат физически, вот эти люди. Я физически их уничтожу. Как вот посмотри в Иране, например, вот. То же самое будет. Что с кретом больше? Адам Дон. Ну, мудугу, что и هو صح ادم دون شوشت تخن قوزوي هو ريشين شاح ترمي قاستوك دوسلات во-первых. Во-вторых, просто اوش تخن دهم دو تندرتين عشبوش اقر يتشو شريعتي ازي دقشير دقشو يش جي اسبتات الناخ مبوتيغا شورت ونده إيراني أتات وبشينا نادى сравнивать дох قام дать мы разберемся там по-свойски. Либо, знаешь как, либо отдать им власть, они покуролесят там 15-20 лет, народ все, может, поймет тогда и сами их скинут. Сулханиат сам власть ставила, это опасно уже. Пусть идут. Да, эксперимент, шиттер. СС, и худугаон, це работодатель, Луи, Лубянкю. Лубянк и Россия юхи, вы шанс цан ахлуш, цан финансирование яштаг Хорватия, это. Инты вы комон дел бобяш был нахбуй, цани хадуш и Россия юхар, и дасьял так юхой шанс, и дуксон дагадек, вы что, вы темти царцини, там бир бой. بعض أنا لا تنت يا قشانس يا У нас чейцы спонсор шбуй, и что с собой, царь бобир бу, царь король бу, бахнуш бу, дах король бу, дукку бу, офицер бу, лейтенант бу, рядовой бу, мял дук бу, гаунуш цевой, шука уже. Это разные.
Ой, нохчи матвич, нохчи бакбол, нохчи ботурш бу. Примерно, örüne diyecek ve hacı bu var. Das inzer. Вот должность тоже. Nach бариш, das ist разные буквы, нохчи бу. Для халариш. Не, СМ, смотри, они, как сейчас вот там дома, то есть, да, там есть жесткий порядок, именно жесткий, жестокий порядок, да, и, грубо говоря, под этим порядком, в кавычках, ходят все, и они, и народ. И просто если, грубо говоря, да, я не вижу другого, допустим, способа, чтобы их как-то исключить из общества, кроме страха, чтобы они реально боялись. Изолируют, и все. SS. Hins went ja in экспериментят. Асин 100% уверен ук. Went ja эксперимент. Любой камдат, сунт ja ич дат, и адам полностью олкал, да дер алгеч укса. Это вем отцул диктержат деш дон инса. Не, просто я не... وري ده حقيقة حاجات حسك إيش بارغت دوي. Каждый 50 лет тайтул. 50 лет дол штат хуй алкса деш. Верду каждый إيش تعشي بارغت أجتن دعوال سقوات سقوة دعوالدو. Тундел баз, وين خان نيتنيات, وين برغت دات داخ, نيتنيات, وين نت كنيسة, وين ديتش دات. Проблемы. Если бьёх почалты, вен баля было, и что канешь, вен баля было. Смотри, когда СМ, когда Наполеон пришел в Испанию, да, он Steht bis 70 годика бедин датчун, сант я цар вот не баусу. А вен масит и 70 года беда долин датчун, сант цар худин аусу. А вен масит век душна благ дабуж по вен я дат. Раз кечу хакно даватен 400 лет ша признат дир. Это цул алхилш дютур датчун. СМ, это на самом деле вот эти ролики, которые делают про Иран и про Афганистан, они не... Вы должны понимать, что они немного пропагандистские. То есть вот эти картинки, это пропагандистские все равно картинки, это видно. Не все так радужно было. Ну да, но не все так радужно было при том же Пехлеви. Там, это просто вот эти картинки, видео, которые гуляют, это просто пропагандистское, вы должны тоже это понимать. Не, ну тига, он гуштагон, университет, шкиеш, гойче, сколько там народа тогда было. Это из Афганистана университет, тана не до квадрат, и да, это архаги сейчас, зуд официально закон. Не, Саша, но я имею к чему это говорю, то, что СМ, пропаганда. СМ, университет Кабула, технический, по-моему, университет Кабула, кафедра физкультуры возглавляет Хайм Хайшин, 70-е годы. Войнохчи Ворон. Зубайраев Сопьян. Особый интерес. Санчо, هون غاون ملغيل وجودات شدوده حلقة شكول إت كلاس ما يقن برك كلاس ما يقن هو أوشتو ديش ويتر каждый شو ديش بو إيش مص متى فيزيك بر قيك بر مص متى تاتس بالبوخش بر خز إيش تا أطل إنس يكروت خانيات أطل تعجينا تسدين عم سبرير полностью أراد يقن يخطأ ديرزين يغني أط момент تمدوي يقوش تخواتن يغاسكي أشور أربو وشخنا يهم وين ساعهم تدت بلانوش شاش يخشدور دوخوش يوي هلك شيء بلانوش حلقة دون دا أريو ليهم شدوي شيء الصدات قاچين شخنا ديك بوش
И почалглач мелу шанс окез Und юхы. طبعا 20 тысяч حجرة шквауقيته und разница мохю. Ты духа, это и модуас бог. Абсолютно шашуешь хуш батсон, зубрит деш, да? Это мы сюличу камел деш, ламан хочу, а ты матсон, шашуш дек дюцит, это им не надо бart, вот а что это? Это, конечно, не надо. Ну, шекер название, да, ислам название уж. Дасай, торговая лавка, дасай, вот. Халал, это бой, да. Шекер не халал, хул. Ищи палестинец, вот ты халиф, вас вайду, халиф, олил, что тигина. Ison taqa chon hasa. Ja? Und эти же года от Иран аушамовите съемкш. Позднее сан тоже нормально живут цивильно Афганистан. Конечно, да, радикально, какие группы. Афганистан, мос течениш. И то сега хуля, да, халк. Это она полностью на радикализм, да, чудесен, кто. Тяхна красный молот завод. Видите, Гурьев на Северном Кавказе, нефтеперерабатывающий завод. Хуер андигридер, худер, короче, только завод, черекое. На Северном Кавказе первое место занимает. Пусть Аллах вас сохранит, благословит. Пусть Аллах поможет нашим братьям в Валлахи, Палестине. аминь Аллах. Валлахи, я помню, я в детстве, когда были в Газа, когда была в Чечне война, Валлахи, Аллах свидетель о том, что я говорю, мы делали дуа за чеченцы. Но там раньше было как бы Чечня и Ингушетия один народ. Да, не как бы. делились. Сейчас Вот, так. да, И и сейчас сейчас. И дай Аллах, что всегда будет так. Поэтому, братья ингуши, чеченцы, дагестанцы, спасибо вам большое. Барка, пусть Аллах вас сохранит. Алло. Как он мелко? Дуня антамуат. 30 лет дала, 35 дала, хуй дагё, он. Реально баранина Гойшин, он прям расцвел вот это справа от него баранина чеченского происхождения. Он прям расцвел, ему прям мед на уши, он аж мурлыкать стал. Bu konu halif kan halif oluyor hiç nohçemat bütün bu onda sayıyor dakika. Максимум 25 лет, that's on it's all what дуня да. Аллах это скучно, что за. Неру. Гасты мо. Уже это даже миллион цаха ялен вета, да, цили яля, нахчи яля, ял начин беш уже цен без акцента нахчамат беш, и все. И гасты мо, меча амин алхетон айтулца, му амин. В Палестине. Так вот до хал хабах наш так больше, перед он больше. Так, тысячи сирийцев же приехало в Россию тоже, вот когда война была, там началась, тысячи сирийцев, около десятка там. Россия вывести бы на Сербел, айбу сер агентчик. Не, там некоторые просто приехали как беженцы, да, может, ну, короче, несколько может, до десятка тысяч сирийцев приехало в Россию жить с 2012, кажется, года. Сам oldu. Гену хатсовиз, хавин, раскимо тхоуша гуйцарах. Однозначно уже это то время КГБ схлаз, гунц ФСБ цоз. Хотя разница это ну-ка. Сейнс хаттер до, что и сахар, и шекер халал мухол, и хайфен.
Вообще не может быть вроде бы Да, сахар быть халялем. уже лахи шалунде лахар ху сирник шалах любое габуха халал эс хайвискос мобуй. Это انت شيء انترنت تسيلما وردو على البيتوخ شيخش على النيات شدوخش يزخر دوخش Да. Молите бракин грюцари, петухи. Торнадо. как минимум, да, как минимум. مالدك أسوازنا مدو ماجدكش هجرش И, هنا и تقر самый أغلب красивый чел до бек милу. Тигейн ашвуке. Степан Мацти أزوق تاتنو تايزي И на $25, а фиори реаль, чвори шакалитицни, але той اسم تك دانش حاجوش اخش $25 боясти. то кез гдуке. كشوتيا وش عندات Ибря, и Юр му валур вартияси. Приглашение, айт нерцинг дац, ответит. Садит свой Юр валур уривай. Taksit jājautāts, dedik deutsch ما شو دي كم داري حوالي سبيل ماشي Kas айт нерцинги воруша, лязик, ماشي кешоеке. كتوم مكان سبيل اشتغل أي فرد دعوة ديت نقدر دري Ибря. Dotri, šeit skamjaldieši, nāc. نسي يعني نسي Ibrahim, i palestinci, i palbaci, büyütüşken insoduş, aş varsa, venagnaga, dogi, tırsa, bodik diç. Tamam ya. Гирион, самый красивый, Галиюк, Алиюк, шкенты. Не, Гацагир, хэш барса, жить коршу сайн, надо уже на вечерю готовить что-то. Нормально, что уже лишь двух через 50 лет. да. Ибрahim, через 50 лет военбали больше, бушон и цыган, шбас. Бусулна, тебе массан. Это без Санчо, вообще, да, и со Степаном вообще это без. Степан был, Бяхмуда, самый красивый человек. Да. И палестинцы, багаре. И она у вас творца, ой, себе это дяхке чулга, и милцо участковый, охалок, Сергей Ли, ой, три, хитаю стояк, каюрта, та участковый бар, да, и ошки, да, болевала, ё. Табел хилватин, цикхай, молодина, дик малин, короче, топчик, квас, газ, квас, халял газ, квас, в момент это, что шесть милиции, даже что участковый, маламел, газ диачуэл, да, короче. Юх ворон хай, дауш хена, хаму абден дубар диач, короче, дик его, хребуш у него, эстваш аишят, массан, он я клирш боз, давай бар, кей участковый, короче. قبالي تسوي شيء باري مش وانا شنو هو غلط سغين باري Я сам скрывать дешь, да. Ишь, тацумс придумывать, дешь, вот дахан, вот раскаш, да, это айдол Советский Союз, кэчун, дрелун шеш. Юб, олас из, да, воин сапыргат, мет китнаят, хинз ойлич, да, тинз, таган из, сех алочность, документ забас, таде, да, ленч, да, что хелец нами, ленч, да, шугрю, алик примерно. Кула, 38 года, все, цинхугала хуштац. Юх тогда, короче, 44 года, эрвакин, 2004 года, эрвакин, садюзлин зока, бюч, то, что заванила. Юша бяхма бэй, да, уязаться, ши, хо, и поколение, махкакин подряд. Это, ищ, каждый шишиниш пушен. Такой мет бичахил, алиш, война. Esem, hazla, talan dol surtuy, şun masana el selaston, duka bol, şan tiyahsa talan dol surta. Moblukan soyu,
Египте ахиллел. Это арбош, лели, не кеги, не мамлюкш бош. Изумду, только сейчас на современный лад. О, шмиск бу, кадуцер, бусал бу, чич, пуч бу, бушу, декуакшун баллаг. Они готовят хан юран, талон вол, руководитель, квек. На смену придут дети, ихние дети. И им нужно вот выращивать вот эти цыгане, демонов этих. А как их выращивать? Пригласить, дома им раздать. Потом их детей полностью под колпак взять, они будут в школу, садик ходить и так далее и тому подобное. Мамлюканство в современном виде. Есть профессора. План называется план Каллегри. Ну да, я не настолько... Ты знаешь, да, этот план? План Каллегри. Я не знаю, я же говорю, что я не настолько образован, чтобы... 2000 год, 2001, 2002, 2003 годы, хабахин кузе, нахда. Цугай нах, саду пештер, хада, душ куза, гуч был, шо качери, инза уже, тайдик, шо, тайко, шо, дос, беши. И политик, хохчуа, инзокра, халгедин, хич, ибраем, хичен, масукра, ара, хичан, иза. إيش هو مدريد إتي مدريد إيش أو مدريد يوزو شوي ألقي خينا دتوج أو يمت ذاكندري هم يوريست مكشدات هر مكشدات عدل بلغ مكشدات يمين مصر عرق واخوشنا يقدم ما بدو باتين تغلي يقدم ديشتني على يخير بوش باتر إيش قيتر بوش برشا بيجي تغني بدو لكي يعني بكليني يوروبا حلقي نسا هينت جوشن هينت تبقى عادي زنقهم عادي سن مصر ديش يعني مش حلقي إنش تدق بوشا بدوك بيننا دال مقلا ويقام مو قام دوا شيء وين تعوى شيء تش قام دوا دال مقلا تعوى وشنو يسمى قتي пожалуйста, Алвер, куда? Он лишь дина, войн густол суд дуй, креч был, особенно именно, угодик наш бас баринаш, газер наш был. Яйцо газ. самый красивый бях побила, саду аж дистру, яқы. Войн 91 год качал Джохар Уатс масала цагари. Да я удивился, вещи бештан халки нусу, сколько да я удивился, ну я знал, что он дядя какой-то летчик, но я не знал, что он настолько знаменитый человек. Да это Он бях побила. سؤال غير كده يا продолжи мысль. Тогда Саша дей санду, сейчас продолжу, просто освежу, вернее. Тогда я арбой, хочу бы беш войн, уже халхан войн, хотя бы бош беш, войн родошаш бош, да, войн тешен бяхбин. Хинс бош беш, му балош бу, как я те сара, мистниш бу. هون يجوا إنه شادلهم عدل تان صارت جرجنا حق خربو سخربو شو بينبوش عشبو سان هون تطيع بتوك سان هون تيوتيع إس صار برمصلاش كا زوج كويونا أكتر سكرو سان هون تدوش إنوش هينس شورت يجينا بو زود بيتو لوش ماري بيوش زود ياليش سان هوديه Самый красивый. Когда закончишь говорить, набери в гугле план Каллегри. Если не забуду, обязательно. Бяхса была, я уже свой этот спич заканчиваю. Хажла, суэлгер, закуду. Тон гарна бас. Арсиганш, гази, хакулин, хаялин, то бьют, таб зино цыганское. Притащу, шаю услышь, интервью слушай. Проспект Халко, Будвей, Олыр, Сахенер Бучан, Дикна Гюа, театра, Фонтана, когда Будвей, Олыросина. Хейнс Махмуда Исамбаева, Юда, Гестосен. Сега, Кьечна, да, интервью слушай, они постепенно начнут, это как сифилис, Кьетишу, Цанга, сифилис. Они вот так потихоньку начнут. Вот сейчас Алошу Элэр, şey zudbeš serg marido otardu ser şey zudbeš войнохчи чунга marido otardu и ассимиляция олсуна, когда они уже под кожу залезут, эти гады,
И у Каир через 50 лет они уже цадок тайпхель. Сасин курхербу, юове чутомбу, сон дал ласухен дина хервас. Ну, буа бюшбеш буй, шорт, шубери, береш, дуй, цан хочердол, зулом дуар, тахан. Это мина замедленного действия. Да, лох бой, и да, хаталяцерш. И духос, иш сырдам дуар, баса и ворсо. Марсел, Сочак значит, появился, сашедош алитош, эти палестинч бац, цан ам, венаган аммо диса кат, Saudien ronse dorschen, da sa это кат делдой, венаган дакачу дети, радистан буцаги саудиш милшбо. Арвайну, ардин чукосник был, шей, иш. Ihudu hayon, unadin, Ihudu aliosrek. Unadin investors, arboy buboch, we tuan boch na dollars чукуяш беш, we чуа, we хылкда, we пачал это. Вот раз пестини, раз еще нелегально, через левые фирмы, арбош цени, чуту нет, сани бизнес дают, что это раз и арбой. Еще совместный, we раз и он теталот сделал, и арбой алгабер, еще агент. Иш we туан боч на доллар, сак хлон ачтуатдер, хинца и чутуачдик, дуку еще агент, буйша. Из раз пестини, подставной фильм стени, один имел душе нет душ. Дегдеш, еще юга, он дусига, дегдеш. Сашегер, хайвеш, душумая. Самый красивый, то, что они делают в Чечне, это просто продолжение политики, которая происходит в Европе, которая происходит в Европе с 1965 года, после майской революции во Франции. Появилась такая идеология, называется культурный марксизм. Короче, это, грубо говоря, на вот этой морали, то, что вот надо пожалеть африканцев, арабов, алжирцев, марокканцев, мы там их обижали, конголезцев и другие народы. То есть нужно их, как бы, мы виноваты перед ними, мы должны их... То есть вот это как бы кривая мораль, именно благодаря вот этой кривой морали они сломали хребет европейским народам, даже ирландцам они умудрились завести несколько десятков тысяч иностранцев. И вот под это дело они завозили их. И это назывался план Каллегри. То есть этот типа план, как бы тут говорят то, что, мол, ну, на Западе они говорят то, что это типа теория заговора. На самом деле это не теория заговора, это реально был человек, который готовил вот эти планы. То есть ихний план, просто Чечня — это продолжение. Так как Чечня — это часть белой цивилизации, то просто ее отдельный кусок маленький, то, естественно, и с Чечней нужно так же поступать, как с другими же европейскими странами. То есть просто заселять их и разбавлять. И не нужна никакая война после этого. После этого не нужна война. Абсолютно там, как, допустим, какая война, например, будет где-нибудь в Германии, во Франции, в Англии. Там половина населения, официально в Лондоне, вот я был, официально, ну и плюс глазами видел, и плюс статистика есть. То есть в пригороды Лондона и его вот даже в центре города это 70-80% это пакистанцы, индусы и арабы. То есть там белого человека уже не встретить вообще, в принципе ты его не встретишь. Просто... Это, к тому, что ты сейчас сказал, чуть-чуть добавлю. Ты абсолютно настолько адекватно, четко рассказал и разложил Богдоне. И 65-й год, который ты назвал, да, и марксизм, вот вы нас поработили, вы нас в рабство гоняли, а теперь вот они и по сегодняшний день на этой журме играют. И смотри, самый красивый человек, потому что я уже как бы, спорил и там с неграми, и с другими, то есть там этими национальностями был, я встречался там по работе, иногда мы спорили так, меня ненавидели там в некоторых офисах, где я работал, за такие вещи, что я говорю людям. Но смотри, когда я просто на себе это проверил, когда ты что-то говоришь против, например, мой коллега, который там на 30 лет старше меня, он мне говорил, как тебе не стыдно, тебе не жалко этих людей? Я говорю, нет, мне не жалко, потому что здесь, типа, это выживаемость цивилизации. Он говорит, мы обязаны, типа, их принимать.
Мы обязаны их принимать. И то есть, понимаешь, любой нохчи, который скажет, например, что-то против, ему скажут: «А ты гияс, ты что, ты не мусульманин, как ты можешь такое говорить?» Это такая же ровно психология. И ты не знаешь, что ответить, потому что ты в меньшинстве. Вот как, например, я был. Ты в меньшинстве, если ты не привык к этому быть одиночкой, вот этому давлению, ты сразу же Это ломаешься. ты раз в Европе живешь, ты должен знать одну... Не, я в Европе аж но я ну, посещал по работе. не, дик образованный, сагу, и, как говорится, руку держишь на Я пульсе. обычный колхозник. Я понял. Хожал в Германию, Германия до сих пор выплачивает евреям огромные, просто величезные гроши, ну, короче, деньги. По Репарации. сегодняшнему репарации, пускай это будет репарация. Да, если так по закону, вот так правильный термин репарации, за 6 миллионов, я слышал новость, что, оказывается, не 6 миллионов евреев убили в концлагерях и преследовали, а 8 уже. То есть Украинер, Украимахкар, Райскомахкар, Беларусь, Иркечина, Казахстан, добился, бас, уже там уже 8 миллионов. Я не знаю, как они на дрожжах. Бадмухоль. Ну, ладно, бог с ним. Максимум день. В общем, я хочу сказать, тон дол суртуй. Вот, когда ты говоришь там с кем-то, ну как же это мы... Да не должно одно поколение отвечать за другое поколение, которое до тебя было. Смотри, самый красивый... Это очень важно, что ты сказал, потому что в исламе, например, я так всегда за этих обезьян затыкаю, вот эти обезьяны, например, да, в исламе нет такого понятия, что сын в ответе за отца, как у Сталина, например, было, да? В исламе такого понятия типа в чистом варианте, в теории, этого не может быть. Но если ты с ними будешь вдруг спорить, и тебе скажут, Да ты не, должен я вот не этот спорю, аргумент. очень мирный человек. За моими плечами более 200 убитых коров, быков. Поэтому я не спорю. Но Халяльная жизнь. то, что вот, а если они вот это как бы сделают, ну, грубо говоря, если это начнет вот принимать, и сейчас, даже сейчас, вот я там слышал, кто дома живет, они говорят, очень много украинок, русских, крымских татарок, таджичек, узбеков, кого только эти наши мужики там не привезли в республику, сейчас вообще их огромное количество расплодилось, вот этих, которые они там сейчас ислам приняли, все, типа, они становятся автоматически чеченцами почему-то. Я не знаю, как связан ислам с чеченцами, но грубо принимаешь ислам, сразу ДНК у тебя меняется, и ты становишься чеченцем. Сейчас говорят, в Грозном этих людей полно, вот особенно женский пол, Да вот, их ладно, очень Мамода много. Тумбаева, видишь, я просто онлайн 24 камеры, доступ у меня есть. Я там смотрю абсолютно Хасбоч, ногти, Зудбеш, Буцегалиус, Бузбеш, Буцегалиус. Войнос, я мотик боюсь, ой. Да, спокойно, да, Вестхел. Ну, спокойно. Сон сега, гушто, сортуй, эскамерстя. Там очень много людей, которые вообще даже близко не пахнут чеченским духом. Но гудирца, ну, понятно, что там. Но суал говорит, куду кан уйрун и нах бас, и хадиан дол, табяхкан дол, и хабалин бол. Не то, что табяхкан, еще хабалин мобайлайн. Это все лондонская программа, идет по полной программе. Уже вот больше 100 лет уже это продолжается. И будет продолжаться, к сожалению. У этого, короче, смотри, у этого конца не будет. Почему? Потому что, например, в некоторых странах, я просто знаю по работе, там, если ты посмотришь на их президентов, это какие-то вообще слизняки, какие-то абсолютные дегенераты. Вот я как президенты вот некоторых там стран, которые этим занимаются, там абсолютно они, ну, дебилы, либо дегенераты, либо не знаю, как их назвать, ну, дегенераты, короче. Они не будут менять эту программу. То есть вот того замещения населения они не будут, не хотят, и я не понимаю их мотивации.
потому что это даже глазами ты видишь, что это катастрофа. Я не понимаю вот их мотивации, насколько надо ненавидеть свой собственный народ, чтобы вот это делать. То есть для меня это вообще какие-то не люди. Мари Ле Пен, Бьюч Хазион, она такая, ну, Но француженка, она ее вот отец это... был покойный, забыл я его имя. Вот у нее партия, все, ну, потом она немножко себя дискредитировала, но все равно вот это сама, не она, а сама вот эта партия, это движение, иш мабарч, о, дуальболь, сумандуй, эти марокканцы уже задолбали их, эти, короче, чумазые все, короче. Самый красивый, короче, смотри, вот ты должен понять одну вещь. Вот в этих странах, как Германия, Испания, Голландия, Дания и прочие, и Франция, то есть вот эти всякие Мари Ле Пены, грубо говоря, так скажу, они просто как бы на самом деле, они в системе, как вот, допустим, партия ЛДПР Жириновского, то есть они как бы якобы делают вид, что они против, но они в самой системе. То есть их не такая роль, вкидывать радикальные вещи, чтобы люди в страхе, потому что европейцы сегодня это трусы и куколды, чтобы старики, молодежь, они боялись и голосовали всегда за того, ну, грубо говоря, они спойлеры. То есть все вот эти люди, это они не являются реальной оппозицией, как в России, например. Нету реальной оппозиции. Вот там же тоже нету этой оппозиции. Оцон СС, оцон Князь самый Маршал, красивый, это моя кла, Чилдебек, он. Чилдебек какой? Самый Чилдебек. красивый, мало. ревнует уже, Чилдебек, понял, самый красивый, Санчо уже Нет, ревнует. Чилдебек на Челдебек, самом деле. Чилдебек на самом ой, деле. какая голубизна тут появляется. Самый красивый. Бог, что хаздаться. Чилдебек Уга нормально хастегу. для него. Ты просто приревновался, Масана Хацхете. Ладно, Короче, я исправлю. Оставлю Челдебек. Ким Чен Ын поставь себе. О, Зусо, я худой. Дай Бога, Что? Хадедика дуэль дайл. Марша Уолл. Окоз эсэси сан вистхуш аз жимоса голчу тердуар хэнэн но даггар дуй дуаг дио дел хазахят ишт кегина хуй хилар дуй хумон яхуш дал хасан беш сынч вистхуш зажимол и поддержать беш камилс вистхалирсу да холио чига худу мово. Князь, по-моему, этот человек, который с Виктором Астафьевым, кажется, делал репортаж, да? Ну, и цагаан секретарь репортаж его. Князь, это же ты был, который видел Виктора Астафьева, если мне память не изменяет. Секретарь Виктор Астафьев, Мухалабова. Виктор Астафьев, ты видел Виктора Астафьева? По-моему, как-то ты Да, рассказывал. конечно. Ну, конечно, у меня, во-первых, общался очень часто с ним. Благодаря ему, можно сказать, он меня заставлял писать, пиши, Волш. И у меня несколько вещей про него написано. Да, я вспомнил тебя, вспомнил. Значит, правильно, да. Да, величайший был человек, конечно, и простой. Просто удивительно простой человек был. Хотя с его известностью многие, даже 10% не имея то, что он известность имеется в виду славы, и то считали себя такими. А он, в общем, простой мужик был. أدمن ويغطي حسن ومصد بوسعوك على طول لازم عارف والله
Marshall'ız ويدرس ونتحزرون شو قال مارشال وش ورسو حسن ومسعود بوفوس عكيب جاي انزع يطوي بوفاس ادمن ويبا عرفن شو ну что, дело идет к осени, грибы шалишаны. Да, конечно, Сэм, я уже тут столько насобирал, столько пораздавал, столько за уже этот морозилки набил. Ну, они что, или по белым бригам, этим грибам хочу проехаться. Ходом, жду инсворден. И грибник, и грибная мешкала губа عنده. هو грибной мед кубанцах и дерсо. И грибник швейцар, и خذ Франция, это примет юли, там юлмет, ол грибуш долмет грибники. Идут я. Ишь, цалик тамер мадат, что грибуш мечаду. Где что собрал? В лесу, а где мусор? Это, наверное, куда? Медкшер мадат. Хотя я, например, вожу, всех вожу. Буквально самет Керсон пришел, лет 15 ездил. У меня рассказ, я как-то в эфире читал этот рассказ про свой участок, опять Николай Хаухсонов. И там человек 10 поедем, по 20-30 ведер собирали. Все в шоке были, такой жизни не видели больше. Ну, а потом уже, каждый уже начинает со своими друзьями. Цундела, цараться олкин, цамуц волшемет. Класс олмаса, гайтерас. И через год-два уже все, там ничего нету. Мамай прошел, как говорится. Ну, а я все равно другие места нахожу. Цахмал вечер сордилани. Инца цаходял. Я где-то 10 ведер собрал, опять где-то ведро там обабков, подберезовиков, подосиновиков, волнушек, что там еще, лисичек. Ну так на жареху, но белый гриб, он очень дорогой. Сапрел, и тех дырищ, конечно, он. 40 евро дырку за князь. Фирма. Мела? 40 евро. Цакодишал, хуза, где-то вот сушеный, резанный, ну так в пакетах, килограмм где-то около 3000 рублей стоил. А свежие в ведрах хатсун, дукаемсун, цегин, хажвац, вернее, мехшк. А я, короче, подал. Я как раз первые 2 ведра собрал, закинул в багажник, ну, экстра багажник, Тиар Хайлен. А велосипедист какой-то мимо приезжает, сзади табак, харюктин, рюкзак сенца, амерцин, для грибов, видать. Шаром покати, ни одного гриба нет, бо. Вилавил, альбитес. Что я ему буду показывать? Когда я на этом месте, там же, как говорится, от машины не отходя, буквально там метров 50-100 от машины, там 10 ведер собрал. И что? Нет, это вообще не опасно. Опасно, конечно, опасно, с учетом того, что очень много, чуть ли не на каждом шагу следы медведей, все эти муравейники развороченные, вообще, и уже во всех дачах, и на даче уже в даче лезут, пасеки разворачивают,
оградки. Вообще мост Сумета. Уже у нас где-то Шигралх, на охоту 1400 медведей, короче, лицензии дали на отстрел. Очень много. Я думаю, что, наверное, было где-то хотя бы 3000, около 1500 медведей. Это маловато. Заполонили на каждом шагу. Ты, по-моему, в мезозое живешь, раз ты 10 ведер грибов собрал. Какие медведи? Там мезозой, аж вон. Ну, это я Я за раз собрал. До этого собирал тоже. Я догадывался уже там. Видишь, Мелвилл, короче, там друзьям, знакомым, врачу, там, врачиха у меня любит сильно. Там, короче, так раздаю. А уже показывать. Хотя в прошлом году, позапрошлом году показывался и меткш. Но уже не хочу. Они не спрашивают. Я и не просится со мной. Князь, я спросил еще, почему, говорю, опасно, не опасно, там, я знаю, что некоторые грибы, они, допустим, по учебе помню то, что некоторые грибы, они дают, допустим, если ты их скушал, выпил белое вино, Галлюциногенный эффект. никакой не галлюциногенный, выпиваешь вино, Не. допустим, с каким-то определенным типом грибов, и все, и уезжаешь на тот свет. Сейчас я-то уже грибник старый, я-то знаю, какие можно, какие и ложные, всякие ж знаю, какие можно, какие нельзя. Я-то уже старый грибник. Князь, тебе тходол попадали? сюда, сабр делай, князь, тходол сюда, дукчо дуешь и грибыш. Всякие терса, Масуд, что попадались? Да трюфели тебе попадались? Трюфелей не бывает, по-моему, Нет, там, где он живет. нет. А Нет, трюфеля у нас... Нет, у нас в Сибири не бывает трюфелей. В Сибири трюфелей не бывает. А в Чечне есть трюфели, интересно? Возможно, есть в Чечне. Я же в 79 году уехал еще в Чечне. А хазион, трюфель, карина и так далее, и тому подобное. Если ты опытный грибник. Не, в Войцах вообще лишь мамбаца по грибы. Бац, из-за того, что... Да, нет. А сейчас, да, из-за там мины, то все, алгриб, змей много, волков много, кабанов много. Я-то пацанами были, просто там 14, 15, 16, 17 лет, когда до этого самого 79-го года мы на охоту ходили, на кабанов, на зайцев, да, со шмайсерами ходили. А кабана, чтобы убить со шмайсера, тяжеловато, надо в голову несколько, чтобы это выстрелов было. Оказывается, это ружье еще может кабана-то завалить, а шмайсер нет. Короче, вообще, я не знал, что такое грибы, и что дуешь хазада, дую. Жали, скушал, где-то что-то. Я не обращал внимания, да, царь. Балаца халиросхана. А здесь в Сибири уже как. Я на грибы только сейчас подсел, Бая. Не. Подсел я на грибы, наверное, где-то там 30-35 назад. Где-то, может, около 40 лет назад подсел. Слушай, у нас красные мухоморы растут в Чечне, не знаешь? Ну, это хотя бы можешь знать. Красу, сахаламоцу, духамою террарию, в 79-м. В 79-м уже уехал. Все, понял. Я могу ответить на этот вопрос. Конечно, у нас растут мухоморы. Да? Как им не расти? А где можно их приобрести у нас там? Приобрести, я не знаю, но... Каждый второй мухомор. Где можно сорвать тогда? Где найти можно? Степан, каждый второй мухомор в Чечне.
Который Да, мухомор у да, нас да, поганка, белая поганка у нас везде встречается, это я знаю. Но где красный 100%. мухомор? Красный наш с тобой, но теперь одни беляки остались. Здесь тоже мухоморов много. Я чисто для памяти мне нужно красный мухомор. Если есть пантерный тоже интересует. Если тебе надо для памяти, то тебе не нужен мухомор. Есть другой гриб, который не такой опасный. Есть гриб, который ежовик создает гребенчатый. ежевик гребенчатый, он создает новые нейросвязи в голове. То есть, если ты Не только изучаешь он. что-то. Красный гриб тоже он делает это. Красный Ну, мухомор я не тоже такое рискнул бы, деление. конечно, кушать такое. Я Вот. рисковал. Абсолютно нормально, все хорошо. Масуд, Ашбехта А, была князик, что Ха-та-ха-ха, князь, а ты слышал разновидность, не разновидность, а гриб такой с названием сморчки Олсона, картинки тебя холкуш, как мозг, да, ищется, Сморщенный бая. Ну да, ну, короче, гриб сморчки Олкус, украмаха, Со вообще грибы, шмаласы, шампиньоны, и то я это, когда их правильно приготовят, тогда могу поесть. А так брезгливый я к этому делу. А сморчки борщ, а грибы жду. И мне его как на стол угостили меня, я попробовал. Вообще вся связь. Куда шаш даже духов был, чан хуш сахалаешь, что мерздуй. Жижик сон, ну хайси дуй, вот это вот представь, вот на мозг больше похожий, на человеческий, короче. Бар, мухоль, бар, да? Такой же. Вот как вот орех, когда расколешь, достаешь орех, он как-то напоминает мозг человека там и вообще живого существа. Вот на него этот гриб похож. Ну, кечтиш, да, с хлохой сердце актуальный. Кечтиш, это бомба. Я один раз попробовал в гостях тут, от юрта. И я даже не знал, что это грибы. Жизнь думаешь, дерхасы. Думаю, это мозг, да? Точнее сказать. Ну да. Мое второе имя это Декстер. Из сериала про убийцу. Вала, а жизнь, чего хрех кошем дула, уже я лучше, уже задолбало меня. Понятно. СС, ты говоришь, что новые нейроны делает. Про новые нейроны я не слышал, конечно же, что именно гребенчатый на такой способен. Я знаю, что он на память тоже влияет, но про нейроны это мухомор Это пантерный. 100% инфа. Да? Я Да, употреблял. 100%. Да, я Ежевик употреблял. гребенчатый действительно помогает в создании вот этих. Новых нейронных Я связей, просто да? 2-3 ночи не спал, М. поэтому мне очень трудно говорить на вообще. Мгм. Да, не помогает. Поэтому если ты учишь что-то там М. напряженно, то я советую, короче, его. Вот именно. М. У него нет никаких как называется, Показаний, противопобочных. противопоказаний, побочных эффектов нет никаких. Да, вот этих штук нету у него. Абсолютно И ты безвредный. можешь. Абсолютно Мицелий? Ты безвредный, про да. мицелий Просто или про сам гриб? я говорю про. Ну, он продается в порошке, в капсулах. Не Например. обязательно в порошке капсула, она по-разному продается. Ты Главное, что ты смотри, именно чтобы было рекомендуешь? 38 полисахаридов. Ты рекомендуешь мне мицелий употреблять этого гриба или сам гриб? Потому что я и мицелий пробовал, и сам гриб я Если бы я пробовал. знал, что это такое еще. Мицелий – это корень этого гриба. Ну смотри, я просто. У меня доступ таки есть к лабораториям, где над ними работаю, да, я не знаю, где ты живешь. Но, допустим, мне, что я там, допустим, чтобы заказать, конечно, долго ждать, но у меня есть доступ именно к лабораториям. Надо смотреть именно, чтобы были у них синтез, чтобы когда они синтезируют вот этот, как порошок, да, или там этот гриль, я не знаю, как они это делают, но у них должно быть там высокое содержание, именно не угробить, как короче,
Спроси у чата GPT, 38 полисахаридов должно быть. Не знаю я про полисахариды, СС. Я покупал грибы, вот эти вот, ежевик гребенчатый. Скажу так, яркие сны были, запоминающиеся яркие сны были, реально, в первое время. Запоминающиеся, прям реально запоминающиеся яркие сны были. Все сны запоминал абсолютно. Но как такового эффекта, кроме сна, я больше не заметил. То есть то, что читал, как бы, так и читаю. Не сильно-то и запоминаю. А вот после употребления, во время употребления красного мухомора, как только прочитал, с первого же раза я запоминал. Реально очень хорошо действует. Самое главное, не переборщить. Там 20 грамм там, ну, подбираешь там вес, на вес свой, подбираешь граммы эти, получается. Там в интернете ищешь, там они там... Агитация, Халиф. Ты сейчас вот реально опять провокационную тему. Реально, бо, серьезно даю, со серьезно даю, чувакам томатом, поэтому Хасан, на Аль-Бураке летал ты? На Аль-Бураке, опять провокационные вопросы. Просто Ажа, и дома, Слышь, на Аль-Бураке я не летал, нет. После того, как я поел этот гриб, нет, я не летал. Никакого такого, я же не перебарщивал. Возможно, бы и полетал бы, но было бы весело, по-любому. А ты гашишь, я зазрел, поймешь. Подожди, Халид. Масуд, а он как бы и кальма, кальница, воображение, лишь разыграться, ты кинешки озвучили. Это в основном, ну, в основном помогает это вино, говорят. Вот под вино там набухиваешься, Энкл, и люди, ну, гампот. это я просто... Эрнст Хемингуэй, как по-русски? Хемингуэй? Хемингуэй, короче, Хемингуэй, короче, он, допустим, под вино, под шофе, да, писал. Например, Керуак, Джек Керуак, не знаю, знаете, кто это или нет, он под метамфетамин, нет, не метамфетамин, короче, какая-то, нет, Метадон? не метадон. Бензоин, Мефедрон? короче. Бензоин он назывался в 30-е годы в Америке. Как он по-русски называется, я не знаю. Подожди, СС, а под грибы никто не писал? Под грибы, по-моему, знаешь, кто писал? Эта книга запрещена. Помнишь первый Тимоти Лири? Его книжки. Тимоти Лири в Швейцарии. Помнишь, он был ученым в лаборатории? Короче, он придумал ЛСД. И он написал, короче, пару книг. Вот. И вот эти книги, которые он написал, они запрещены даже в американских и, по-моему, ну, наверное, в Европе, наверное, тоже запрещены к чтению. А То что есть за ты не можешь их книги-то? Что купить. за стиль? Я Что не за читал, но осуждаю, да? Не читал я. Что за книги вообще-то? Интересно. Может, это просто специально спекулятивно Третий, что-то разогнано. там, знаешь, третий, ну, забей там в поиске, третий глаз, что-то шестое чувство, вот такие названия. Там пару книжек, они не особо такие большие. Ну, про наркоту, что ли? Про его рекомендации на наркотики или что? Я не знаю, я не могу судить, я не читал. Тима Лири или как ты назвал? Тимоти Лири, который Тимокси первый Лири? создал ЛСД. Нет, Тимоти Лири. Фамилия Лири, имя Тимоти. Угу, Тимоти Лири, понял. Сейчас запишу. Тимоти. Короче, он создал ЛСД. Потом он написал эти книги, и за ним гонялись по всему миру, он спрятался где-то в Швейцарии. И тут, получается, он встретился с Тумсо. И Тумсо поехал. Реально Тумсой, но уж... Я думал, он только с Карнеги знаком. А я думаю, откуда Тумсо все эти сказки выдумывает? А его Тимоти Лири на ЛСД подсадил. Дело в грибах, только в грибах. بتاعهم خات مجيس ما شافنش المسألة Машу, Скорпион, катал. Ты только не تجربش говоришь, ده مات مسلمان وتشويان ونا واستنغل الكلي
Как минимум. Что он минимум. смысле? Я не понял. Это провокационный вопрос, Скорпион. Сасан, Напиши, Масуд, напиши в короче, личке. Нас тут дамы, напиши в личке это. Масуд, там знаешь, какая фишка с ежевиком есть? То, что когда ставили опыты на стариках, потому что их не жалко. Ну, я шучу. Короче, когда ставили опыты на стариках в Японии, и у этих стариков были какие-то проблемы, типа деменция, там вот это все такое, и им давали вот этот ежевик гребенчатый. Короче, он точно увеличивает на 30% вот это создание вот этого нейрогенеза. То есть в твоей башке он на 30, у кого-то на 30, у кого-то на 20, у кого-то на 15 он увеличивает. Но суть в том, что нужно его, у него, то есть накопительный эффект. То есть нужно хотя бы 3 недели, как минимум, его употреблять. То есть ты его употребляешь, то есть там можно годами, наверное, употреблять там вроде бы. То есть нету никаких побочек. Но в тот момент, когда ты прекратишь его употреблять, вот тогда и стопорится вот этот нейрогенез. То есть то, что ты наработал, это не исчезает, это невозможно. Но если ты останавливаешься, естественно, это прекращается. То есть вот это, СС, а ты можешь мне написать, где эта клиника, в Токио или где от кого лечиться, Дидеркос? Не, тебе не нужна клиника, ты можешь купить у себя там дома этот ежевик Да, гребенчатый. сам гриб ты можешь заказать себе. Он в Вайлдберрисе этот продается как бы Ладно, спокойно. если Гена, я в Украине. Вот все тогда, тебе очень легко. Ну, Ну, если ты в короче. Украине, ты можешь вообще заказывать, наверное, из Европы. Я не знаю, как у вас там с Европой. Наверное, можно из Европы Боксбери, заказывать, что у у вас? них хорошие Ничего не лаборатории. понял. Боксбери, У что нас здесь? все посылки теперь. Пан, Да. я тебе подскажу, как достать грибы. Берешь лукошко, садишься на поезд до Чернобыля, там вот такие огромные мухоморы будут, короче. Ты что, решил от меня избавиться? Нет, он наоборот хочет, чтобы какой-то чеченец необычный у нас появился, радиационный. Кстати, вы смеетесь, на самом деле это есть вот эти дети Индиго, есть теория, почему был такой огромный скачок интеллектуальный за последние там, 50 лет. Это в том числе из-за того, что говорят из-за облучения. Да, 86-й год, 26 апреля, Чернобыль бабахнул, Много мутантов индейка появились. Вообще есть теория, то, что вот эти обезьяны, которые, когда предки типа наши, если это правда, были обезьяны, я читал 2 теории. Одна теория, они кушали грибы, обезьяны вот эти, которые кушали грибы, они стали умнеть. Другая теория, то, что типа связано типа с радиацией. Но я ее, правда, не помню уже. Наоборот, другая теория, наоборот, которые ели грибы, стали обезьянами. Не. Там почитай, там все достаточно логично. Это одна из Ибраим, которые научных. ели грибы, стали арабами, по-моему, да? Кстати, там, обратите внимание, сундуку арбой, бойз, мастера церкви, акули, сан холиксер, в 2 ряда, что верхний, что нижний. Ну, они натачивают, они постоянно верблюжатину едят, вот, от А еще верблюжьего. пьют сечу, верблюжу. Мочу, что ли? Ну да. Челюсть маленькая, 2 ряда, там, целик. Недоразвитая. Вала, вроде бы бочки у них, как у этих сюли, мухоль, квартус, тадакриса, деформированные. И тут ниши раздутые влево-вправо, короче. Как будто уши им издалека накинули. Видишь, мухой, арбой. Но я все-таки думаю, я склонен к научной версии инцест Олисона. Если сейчас поправить, если я неправильно сказал. Да, ты правильно сказал. Вот Нью-Йорк, англичане тоже. Обратите внимание на всех вот этих портретах
даже до наших дней, до современного времени, англичан, ши, королевский дом и лорд Кабеш деформированы, буквы, как будто вырезы. Может, ты имеешь в виду немцев? Габсбурги ты, может, имеешь? Их имеешь? Да, он, Или- наверное, про Не-не-не. Габсбурга. А может быть, я не знаю. Там Да, самый про такой, который Да. запечатлен, это Да, у которых слюни со Габсбург, рта, вот один из это, который Габсбургов. инцеста именно. Да. Они до того уже там сроднились, что у них челюсть нижняя начала Вообще, выпирать, там уже они на людей даже перестали быть похожими. Они постоянно с собой ну тряпочку вообще, носили, чтобы слюни там не тирать. Оксана, Ксения Собчак. Почему До- здесь Ксения Собчак? Не, она тоже, жидкий или ё, министр жидкий иностранных дел Лавров. Тоже мощная Это челюсть. светская львица, ты почему ее обсуждаешь? У нее тоже мощная не, челюсть. Потому что Лавров, она да, львица. ну, Войну с Solution, даже ему уважение. А что, войну с Хулой была? Да. Ор büyüsen tanıyor, konuşuyor. С каждой ночью чьей-то женой становится моя. Именно это Это имел в я что виду. хочу сказать? Умар Джабраилов. Ну, Умар Джабраилов говорят. Ага, он. Из этого Шермова. Не, я Лозер это не знаю. Цахевчаха. Сахать, Асана Нет, Гулишмова. к счастью, сахать. Там нельзя достать грибы, поэтому он пропал. Ну, Имар, Ажа, Имар Бас, Имар, Умар Джабраилов, вот с блогерах или Михаил, представь, столько все было, ничего не было ему за это. Степан, я давно Ой. хотел спросить, почему у вас там в районе нету мощной рэп, чтобы подавлять эти российские Дроны? шахеды? Да, потому что Всё Леха нормально, говорит, постоянно у него прерывается связь, а ты как будто, я не знаю, прям как из соседней комнаты. Где ваша рэп? Почему она дает тебе так, короче, изгаляться? И Илон Маск тут рядом сидит в соседней комнате, привязанный к стулу. И скорее всего, Степан. Маски, как он назывался, его этот интернет космический? Старлинг, вот. Старлинг, ё. Вот оно что. Вот оно что. Поэтому тебя никак рэп не подавит. Никак не подавит. Что тут сделаешь? Единственное, я сейчас мясо только что сам пожарил, протушил, вот, ушел. И даже это мясо меня может не подавит. Еще украинская походу, горилка там дает очень много зарядов. Степан, Ты, походу, коптер. почему бы тебе не охотиться за шахедами, а за пулеметом, турель царитин, короче. Мы бы гордились тобой. Наш чеченец сбивает шахеда, спасает Украину. Я уже насбивал, хватит с меня. Степан коптер, Вулкой, он на передовой. Камер летёха. Хасан специально латин, жизнь Нам ушел. показывают, что он мясо кушает. Хайн мадаче. Степан, хайн мадаче. Со Степан Вац. Сушки. Мильворсу-то он. Сушки. Чилдебек. Самый красивый. Да. Красивым вечером. Чилдебек. Красивым вечером. Как вам не совестно? Старый, больной человек, но он хочет, если и некрасивый, но хочет казаться им. Красивый ухо, он да, что красивый. Степан, ты упустил возможность сменить ник. Первый ник Кич лет. Но еще есть шанс его сменить, если ты упорно будешь другой ник постоянно, там, не знаю, в течение полугода, года, а второй ник Лилиня, то, скорее всего, переключиться на второй ник. Но ты вместо этого каждый раз чувствуешь, каждый раз ты уже раз 50 его сменил, поэтому люди для надежности стали тебя называть Степаном. Поэтому ты остался Степаном. Да, а ник включается, уже второй ник ты бойлер барон, ты не дал просто это. Тесла, запомни эти слова. А теперь мы тебя принципиально будем называть Степаном. Нет, Тесла, судьбоносные слова сейчас скажу. Вот когда я выпущу колу Степан,
Вот тогда узнаешь. Скоро лимонад будет такой. Когда ты собьешь шахет 136, то мы как бы из уважения к этому Уолтону, по ПВОшнику перестанем тебя называть. Типа. Тесла, Тесла, у тебя, Тесла марш over. как я помню, Тесла, ты канал же вроде бы ведешь. Как у тебя там получается, набираются люди? Я так и не присоединился к нему, но желаю удачи твоему каналу. Что у тебя с ним происходит? Пока, Ну что, он мне даже не скинул, что у него есть канал. Я с удовольствием в кино пошел бы. Степан, дай ответить на вопрос. Пока полковнику никто не пишет, ошибки, короче, есть на примете. Посмотрим. Нужно набрать хотя бы человек 20-30. У меня времени бывает постоянно в этом. Ну, я бы, как только время появится, я буду участвовать тоже обязательно. Все свои усилия буду тратить. Я видел объявление, ты забрасывал, вот, что писатели, то есть художники требуются. Да, я тебе желаю удачи в этом деле, реально. Отличная идея у тебя. Амин. Тесла, суна приглашение. Я это, чтобы я просто нажал на ссылку и сразу к тебе туда попал. Степан, у Если тебя ты лимит туда зайдешь, заканчивается. да. Если ты туда зайдешь, Степан, то мы в конце останемся тобой вдвоем там. Вот так вы меня воспринимаете, да? Моя инфляция. Это уже самоубийство будет. Вот видите, моя так. Кстати, Тесла, еще один вопрос. Сейчас, смотри, Дональд Трамп ввел запрет. Ну, запрет, не знаю. Короче, там с мигрантами, там какую-то заварушку он там начал, урод долбанутый придурок. Ну, неважно. Смотри, из Мексики, через Мексику вариант есть до сих пор туда переехать или нету? Что там у нас? Ну, там Мне стена, очень- там стена, конечно, и многие критикуют эту стену. А вот селфи, вернее, видео, что шорт, как он перелазит через стену, что его можно перелезть. Да нет, я не про стену. но- Как беженец вариант есть туда поехать или нет все-таки сейчас, вот в это время? Надо у Зазы спросить, это Заза информация, говорю, она как раз занимается делами этими беженскими. Я слышал, что все еще это действует, но как Задержка бы, ценная, и да? задержка. Они, в общем-то, выкидывают нелегалов, а не тех, кто законно приехал там, получил это. Да? То есть, Там да, 10 короче, вот кто, прошу прощения, да, говори. 10 миллионов или 11 миллионов именно тех, кто вообще никаких документов нет, они просто перешли мексиканскую границу и годами там работают, живут. Ишбариш в основном. Это именно те люди, которые вот через эту стену перепрыгивали и так далее, и тому подобное, незаконный въезд делали в эту страну. Понял, все. Да. Слава Богу. Слава Как ты Иисусу можешь Христу и всем в Канаду? другим. А как ты можешь, например, в Канаду поехать и прямо в аэропорту попросить убежище, там есть специальный человек для этого, что канадские убежища есть. Думаю, или в Америку? в Канаду. И в Америке я тоже думаю, есть что-то такое.